Объясните обычным крымским татарам, как вам вообще пришла идея заниматься таким делом, как туризм, гостиничное дело, вот это все. Потому что ну, вы же из простых ребят, Абсолютно. которые приехали, которые все вот это вот отсутствие воды, холодные полы, все это испытали, совсем столкнулись. И просто в основном же у людей даже мысли не было этим заниматься. Но вот я вспоминаю своих родителей, да, то есть была какая-то навязчивая идея найти какую-то работу, что-то куда-то, там где-то что-то футболили, ну, стандартная история. Вот как вы к этому пришли? Для Вер. Ну, все прошли один и тот же путь изначально, да. Все в начале 90-х. Вот мы приехали в 89-м году, хотя изначально мы приехали с Мустафой в 87-м году. В конце 80-х появилась возможность крымским татарам возвращаться. Первое, что мы сделали после окончания института, мы там буквально месяца полтора-два пожили, вернулись в Узбекистан из Томска. Вот, пожили, и вот когда уже стали первые попытки людей такие, да, они стали ехать в Крым, и мы с Мустафой решили просто поехать на какую-то разведку. Вы уже были семьей, да? То есть конечно, вы там мы были поженились, семьей. то есть Мы вы уже поженились, каким-то цельным, да, каким-то мы поженились еще в Томске. У нас сын Артур родился в Томске. И мы уже цельным куском, да, таким Просто, понимаете, основательным. многие этот момент проскочили, не поженившись, приехали в Крым, а потом это все так затянулось, это стройка. Вы знаете, Не доженить бы было вот многим людям. Многим было, да. Вы знаете, на моих глазах, на наших глазах все это происходило, и у меня... Я благодарна, что у меня замечательная память. Я помню все на уровне чувств, вот эти все моменты, Ощущения, да. все эти ощущения. Реально очень нелегкие времена были, но мы были счастливы, потому что мы были молоды, несмотря на то, что с одной стороны у нас были дети маленькие, с другой стороны родители, которые также были брошены этой страной, этим государством, и мы сами были просто детьми. Тогда мне на тот момент казалось, что мы взрослые, мой Мустафа взрослый, вот он начинал строить этот дом, ему было чуть больше 20. А сейчас я понимаю, боже, как он был молод, и вообще и мы не были настолько взрослыми. Просто вот эта степень ответственности, какую он на себя вот взял. То есть вы приехали в Бахчисарай? Да, мы приехали купили в дом. 89-м году, мы приехали в Бахчисарай. Мустафа за 2 месяца раньше приехал, он купил дом в старом городе. Вот, это был маленький старенький А как оно домик. получилось? Так тяжело же было дома покупать, вот это вот. Слушайте, вы успели? вы знаете, я сейчас вам скажу, насколько мы успели. Мы в 87 году, когда приехали, нас футболили везде, денег Да, у нас не да. было. И Мустафа, мы стояли, я помню, в Ялте, на берегу, на набережной, он мне говорит: Бахигуль, хотя Мустафа, чтобы с него вот, чтобы вытащить вот эту эмоцию, когда бы он мог вот так сказать, он мне говорит: Бахигуль, я вот чувствую, что это моя земля, что это вот... Так мы, говорит, 87-й сюда... год, это Слушайте, же- он мне говорит: мы, говорит, обязательно сюда вернемся. А вы знаете, тогда, когда он и Имдешка, вот, и Базер, они вместе ходили там, заходили в какие-то, я не знаю, мы джанкойские, какие-то эти раздольнинские, куда мы Ужасно, какие-то захолустья заезжали, да, пусть не в обиду всем сказано, Ну но да, мы прям заезжали в такие места. Мустафа с высшим образованием заходил к этим председателям, просился на работу просто кем-нибудь. И нигде ничего. Я вот сижу в этих «Жигулях», иду, вот они опять идут, а я рыдаю и думаю, вот у меня есть какой-то промежуток времени, когда я могу дать себе возможность нареветься просто, Они наораться. ушли, да, Они у вас? ушли, и я понимаю, у меня вот этот ком, это чувство несправедливости, а у меня, я не знаю вообще. И вот когда мы стояли на берегу моря, и вот он мне говорит: Бахигуль, мы обязательно сюда вернемся. Мы сейчас уедем, мы сейчас вернемся домой в Узбекистан, но мы обязательно сюда вернемся. То есть в 87 году вы вернулись? Да, и мы вернулись. Это был уже 88-й. То есть 87-й, конец 87-го мы приехали. Новый год встретили Здесь, здесь, в Крыму. И в 88-м, в январе мы уже уехали домой. И в 89-м Мустафа приехал в мае, а мы уже с Артуром приехали 4 августа.
Ну, немножко Бахчисарае. денег, да, немножко денег. Наверное, Мы четко, мы когда в 87 году приехали, мы мобилизовались все. То есть вы- И мы собрали Слушайте. $5000 на тот момент, не долларов, 5000 рублей. Это были колоссальные деньги, просто. Слушайте, ну вы такую прививку получили, да? Потому что у многих не было такой возможности. Конечно. Вас так холодной водой ошпарило. Конечно, вы знаете, но мы уже четко понимали, что все, мы обязательно, мы вот эти вот 1,5 года, пока мы вернулись из Крыма, да, Да. вот эти 1,5 года мы четко знали, мы видим цель, да, и шли мы к ней. И мы вот смогли за вот это Слушайте, время ну, собрать я об этом никогда не 5000 думал. рублей. Ну, это же получается, ну, такое преимущество для вас. Потому что многие же приехали, вот Раздольский район, приехали, продается какой-то дом, сразу же покупается, сразу же переезжается. Теперь То есть без слушайте всяких- дальше. Вот он ходит по этому, он ездил и в Судак Кросный. Слушайте, у Мустафы мама Бахчисарайская, ее дом на улице Севастопольской стоит до сих пор. Огромный двухэтажный дом, она в нем родилась. А папа Мустафы, он Елабойлы, они все Айвасиль, Байконашка, нет, и Айвасиль в том числе, Байконашка Тарахташская, и вот к родственникам он ездил и туда, и все-таки в Бахчисарай. И я, говорит, хожу по этим улочкам Бахчисарая, и вот раз пришел, а уже цены поднялись, уже все, они неподъемные Да, были. да, да. И я спускаюсь, смотрю, вот так, а там такой забор был, и я, говорит, вот так просто, он буквально ему по пояс был. Я, говорит, так смотрю, там какая-то женщина, и спрашиваю ее, а вы дом не продаете? Она такая, нет, мы не продаем дом. Ну, в общем, как обычно. Ну, Обычная стандартно. история, да, стандартная история. Я, говорит, ходил дальше, опять какими-то там, с какой-то судьбой, опять я пришел к этому дому, опять заглянул. И я, говорит, увидел мужчину. Как потом выяснилось, что этот мужчина, хозяин этого дома, звали его Алексей. И он говорит, Мустафа спрашивает, говорит, а вы дом не продаете? Он говорит, заходи. И, в общем, короче говоря, он говорит, 16 000 рублей. А он говорит, 16 000 рублей? А у вас 5? У нас только 5. Он говорит, у меня нет столько денег. Давайте, говорит, за 8 000. Сразу на 50%. Неплохо. А он ему говорит, нет, говорит, не за 8, за 9. Ни тебе, ни мне, мол, типа, давай за 9. И 4 000 нам и Базир, имдешка, занял. Но мы успели вернуть ему вот до вот этих всех... Да, до девальвации жесткой. Да, вот именно жесткой девальвации мы успели ему вернуть. И, в общем, вот так. Но я вам хочу сказать, этот Алексей нам сказал, что я этот дом до приезда татар за 300 рублей продать не мог. Да, они все так нажились, понимаете? Они Да. все нажились на Слушайте, они нажились. Но вот только как-то, вот вы знаете, этом. Не помню, Берекет ее, да? Да, вы знаете, я в 2014 году, когда я вдруг вспомнила и увидела те же лица, которые нас встречали в 89 году, Да, в 87-м, да, они да. вдруг опять появились. Я на них смотрю, и потом Мустафе говорю, Мустафа, слушай, а что за эти 30 лет вот мы приехали? Когда мы приехали 30 лет назад, я ему говорю, слушай, 50 лет татар не было. Они как жили люди здесь в этих старых домах, так и Даже живут. окна не Да, покрашены. да, Та они же вот краска. просто в Судаке, в Тарахташе, Байконашкины, Мустафы Байконашкины родственники купили свой дом с тем же тазиком. Сундук как стоял старый в углу, она его помнила, беташка, что он стоял там, тогда она была молодая. Слушайте, ну вы же психологию понимаете этого человека, он живет не в своем доме. Ну это конечно. Он не может что-то это там конечно. даже поменять не может. Конечно, для веры, это все понятно. Это страх цепеняющего человека, он не Да, может. да. И вот так мы начали. Слушайте, ну у него такое упорство, да, получается? У кого? Вот это вот у Мустафы. Мустафы. Он этими улицами ходил. То есть это же какое-то и унижение, когда так спрашивают, ну, мол, продаете, не Тем продаете. более для Мустафы я вообще не представляю. Он же вообще не коммерческий человек. Вот такой. Ну, видать, у него просто сзади уже просто не было. Не куда было, у него отступать. вариантов не было. Вы знаете, я помню, опять вспоминаю эти моменты, когда Фергана, там даже Мустафы братишка застрял, он поехал к Тизешке, и застрял, когда вот как раз турков-месхетинцев. Да. Мы вообще в таком состоянии, мы были рады бы, если бы он хоть что-нибудь купил на эти 5 Да. тысяч, хоть какую-нибудь хибару, Ну, это хоть прям вообще что-нибудь. мало, 5000. Я Это вот очень эти мало. суммы вспоминаю, там Слушайте, и 100 тысяч. это вы даже не представляете, насколько это было мало. Но это вот... Не, это было много,
Но Вот для нас это было много. Да, я но, понимаю, но да. вообще по тому, сколько, по какой цене продавались дома, это Да. было очень... А А, вы вот, теперь еще один момент, я прошу прощения. Да, да. Но старый город, он был такой заброшенный. Он был реально брошенный. Относительно нового города. Относительно нового города. Поэтому самые низкие цены были именно вот в старом городе. И когда уже после пикетов, после всего стали получать люди участки, и многие говорили, зачем этот участок бесплатно там и прочее, прочее. А мне тогда Мустафа сказал, что Бахитгуль, что самое интересное, а я же тогда еще много не понимала, я ему говорю, слушай, может правда как-то вот там, а он мне говорил, Бахитгуль, только старый город, только он интересен, Бахчисарай это вот он. Ну, вот Ханский дворец. Да, да, он и говорит, послушай, а я такая, да, конечно, конечно. И он говорит, дай Аллах, чтобы эти микрорайоны развивались, они обязательно разовьются, потому что крымские татары по-другому не могут. Но еще через 50 лет там еще будет вот все на стадии развития, потому Да. что это очень сложно. Ну, это и другая история уже. Ну да, это Вообще совершенно другая история, да. И вот, А вы вот с этим Алексеем, вы больше не общались, вы больше не знаете, видели его? я сейчас вам расскажу историю Алексея, насколько нам она известна, потому что соседка наша, ее сын был женат на сестре вот этого Алексея. была связь с ним. Какая-то связь была, да. И он уехал к родственникам в Подмосковье, по-моему, к родителям своим. Вот. Ну и вот как-то так. Он сразу купил себе машину. Сразу. Ну, классическая Классическая очень история, классическая да. история. Да. Вот. И потом с какими-то там остатками этих средств, наверное. Ему было 40 с небольшим, у него еще была перспектива. Вся жизнь впереди. Да, вся жизнь впереди. Но вот он как-то уехал и много пил, и, видимо, невидимо, и понятно. закончил жизнь, как обычно. Да. А вот скажите, смотрите, вот вы взяли там какой-то маленький старый дом, да, условно говоря, там какая-то землянка. Начали строить ее своими силами. Слушайте, тогда, если вам это интересно, Ну, конечно. Просто я не могу понять, в какой первое, момент... что сделал Мустафа, понятно, что побелил, покрасил, все там. И звездка, все да, дела. это все и звездка, и все как положено. Он построил обязательно баню. То есть бани не было. Воду каким-то образом, пусть водопровода не было. Вода была только колодцевая. И когда Имдешка приехал, и Базир Имдешка, я помню, когда он приехал, посмотрел и увидел колодец, говорит, все. Эта ценность есть в этом. Вода есть, самое да, главное. самое главное, вода есть, все остальное. И Мустафа каждый день, я помню, он устроился на работу. А представляете, он устроился на работу, мужчина, вот тоже какая-то мистическая история. Пономаренко был такой генеральный директор крупнопанельного домостроения. Тогда на весь Крым это было одно из самых таких больших предприятий, строящихся, серьезно. серьезных. И он его берет на работу, когда его вообще никто не брал на работу. Ну, это какой год был? Это 89-й год. Да, 89-й. рановато. Так я вам теперь рассказываю историю дальше. И вот этот Пономаренко, он работал в Казахстане. То есть он азиатский немножко. Слушайте, ему спас жизнь Мустафа. Мужчина по имени Мустафа. В Казахстане. Крымский татарин. В Пургу их машина застрялась. Что такое буран в северном Казахстане? Это что-то страшное. Я уж, поверьте мне, я знаю не понаслышке. И уже все, поиски, их ищут, уже остановили поиски, уже все. А они сидят, у них не бензин, то есть, я не знаю, ведь что там Стандартно, произошло, да. И этот Мустафа, водитель, говорит, я еще один раз, вот. И он поехал и нашел их. И вот этот Мустафа, и вот он, когда мой Мустафа пришел на работу устраиваться, я не знаю, говорит, как он, и он говорит, я беру тебя на работу. И он, говорит, даже не поверил в этот момент. И причем он его сразу взял начальником участка, и, в общем, Ну, так слушайте, но все равно он азиатский, понимаете? Конечно, конечно. То есть это совсем То другая есть прошивка у человека. Совсем другая, потому что местные говорили, ты что, ты с высшим образованием, инженерно-строительный институт закончил, я тут без высшего образования, и я тебя сейчас возьму на работу, ты меня то ли подсидишь, то ли еще. Не, ну это уже... Всякий бред Да, несли, да. такой, что... А так стандартно не брали, просто, не знаю, был неписанный закон, и все. И поэтому вот что касательно работы, ее просто не было.
Ее просто не было. И 90-е годы мы сами себе выдумывали стандартно, где-то что-то брали, А что-то вы чем возили, занимались? Вот продавали. Мустафа на работу устроился, а вы? Мустафа устроился на работу. Я была на тот момент уже беременная дочерью. Она у нас родилась 1 декабря. И я, конечно, занималась детьми. То Вот. есть семья на вас была? Семья была на мне, хотя Мустафа с утра просыпался, затапливал печь, натаскает О, мне да, воды. классика. Классика, да. А потом он отводил Артура в садик, и вечером я его ждала с работы. И Артура он привозил из сада. Он потом допоздна делал столярку, чтобы соседям... есть он руками работал Он руками тоже? работал, зарабатывал еще деньги. Потом он покупал... У нас, вы знаете, у нас есть все бумаги эти. Он покупал керамзит, формовал Да. сам кирпичи. Да, да. У нас на каждый песок, на каждое там дерево, на все есть просто... Слушайте, а может быть вот в этом секрет вот этого пути? Потому что он же работал, он же мог после работы приходить домой и отдыхать. А он же, получается, приходил после работы Нет, и он никогда тоже не работал. отдыхал. Нет. Так вот, Но я еще вам скажу больше. Буквально мы приехали через полгода приехала его сестра, Мустафы сестра Апая. Она приехала с 2 детьми, с мужем, с Беговата. Вот. В одной комнате жили мы с 2 детьми, в одной комнате жила Апая с Эниште и с 2 детками. В общем, мы вот так жили, мы почти 4 года так прожили. Потом Мустафы братишка приехал с армии, мы тоже все жили в этом доме. Это испытание Потом неплохое. родители, это испытание. И вот когда мне сейчас говорят, и вот нам реально не стыдно оглянуться, абсолютно не То есть стыдно. вы знаете, о че- чем говорите? Мы знаем, о чем мы говорим, я знаю, о чем я говорю. И мы прошли этот путь дружно, крепко и Достойно. до сих пор достойно, да, это очень важно. Очень важно, потому что все четко понимали, и все шли к своей цели. У всех были задачи. ну интересно, но эти задачи же сформировать надо. Вот как, опять же, возвращаясь вот к вашему отелю Бахетгуль, как возникла вообще идея вот этим заниматься? Хорошо. Я не буду говорить о том, что пока дети росли, я вообще ничего не делала. Конечно, мы все занимались. Не, мы вы все, делали, да, вы- мы делали, конечно, делали. Я даже помню, как я делала в начале 90-х. Я приехала домой в Казахстан. И у меня соседка сейчас, она в Нью-Йорке живет. Это она мне не просто соседка, мы с ней вместе выросли, это как сестра. И она купила такой бантик. На тот момент это 15 рублей. Это очень большие деньги, 90-й год. Бантик на голову. Бантик на волосы. голову, украшение такое. Да, Помните, когда уже вообще ничего нет, а украшать все равно хочется. Праздник. Что-нибудь, праздника все равно Да, хочется. И я прихожу к ней, она говорит, что? Ну что, говорит, давай. И мы его расплели, этот бантик, и поняли, как его собирать, Ага. и все. Это ремесло у меня уже было в руках, я приехала, и первые деньги такие, левые, скажем, вот они пошли вот с этих бантиков. Я покупала, у меня один бантик получался 2,30, я на него тратила 2,30, а продавала тоже- за 15 тоже рублей. немало заготовка, А за 2,30. 15 рублей я его продавала. То есть суббота-воскресенье мы ездили в Симферополь, я Апае, рынке? на рынке, вот здесь такая толкучка была. А потом это был рынок. И я Апае говорю, Апая, ну Апая это Эльвира, мы так Да. привыкли, потому что Мустафе в семье по имени не называют. Акая называют, Апая Ну, называют. может, просто штучно все, поэтому нет? Ну, не знаю. В общем, мне это очень нравится. И вот до сих пор и в наших, и уже дети наши, все двоюродные, никто друг друга не называет. Обязательно тата, ага. В общем, как-то так. И я говорю, Апая, слушай, у нас сейчас есть момент. У нее тоже дети маленькие, у меня тоже. Я говорю, слушай, вот мне надо, давай мы лучше вот так с тобой будем, и я буду делиться, но нам надо как-то зарабатывать деньги, иначе... Ну, То есть у вас Инстаграма нету? Инстаграма Телефона нет, нету. ничего нет. Я просто удивляюсь, вот как в таких тяжелых условиях вообще просто придумать это, что этим заниматься. Но вы понимаете, вот просто я с многими общаюсь с людьми, да, и такая повестка в то время была найти работу, вот куда-то пойти. Найти работу. Вот как вы к этому Для пришли? Вер, вот знаешь, я тебе сейчас... Ничего себе на ты, да? Мы с Конечно. тобой, в принципе, Нет, в жизни вы- общаемся на... да. Да, я знаю, что Не, ты я ко вам- мне на «вы», да, а да, я с тобой да, на да, «ты». да, да. Вот что, и вот сейчас это опять мы сейчас какую-то подводим... То есть жена
Это друг, это не просто там повиснуть на шее, да, там, я не знаю, или поменять кошелек папин на мужа. Это друг, это нужно понять, нужно вдохновить. Мужчину, я не знаю. Представляете, какая ответственность в тот момент у наших мужей была? Вот какова степень ответственности? Я сейчас это понимаю. Это просто, я даже не могу. И я, как по мере своей возможности, Мустафа все время сам. Не трогай это, я сам сделаю. Не трогай это, не надо там на этот огород не ходи. Я понимала, что он сам, невозможно самому все успеть. И я понимаю, чтобы быть, если что-то мы хотим еще этим детям своим, да, то надо, хоть на полшага надо еще. А вот вы эти не хотели полшага... соответствовать ему, вы не хотели? То есть он, да не то, что он же соответствовать, бежит на полном конечно, ходу. конечно. Слушайте, ну основная задача была – это дети. Никто с меня этой ответственности не снимал. Да. Потому что это самое основное. Когда мне сегодня кто-то может сказать: ой, я устала, а она там сидит в Инстаграм, слушайте. Вот этого я не признаю вообще. Да. Вот абсолютно. Когда есть стиральные машины, есть посудомоечные. Слушайте, я не феминистка, там, я не знаю еще что-то. Сейчас я не то, что я всегда поддержу любую женщину. Я знаю, насколько это нелегко вообще быть матерью, быть женой, быть невесткой. Все нелегко. Но надо находить моменты, надо четко распределять свои силы, свои возможности. И стараться. И вы знаете, если жизнь намного становится интереснее, если девушка, женщина, жена начинает о чем-то думать. Не просто вот, извините меня, поесть, поспать, ребенка одеть, а вот паразитировать, да. Надо эволюционировать. А рядом с интересным мужчиной это особенно интересно. И ты эволюционируешь, конечно. Я это делала. Старалась, смотрела на Мустафу и эволюционировала. Ну, слушайте, но вы говорите в то время. В то время было очень тяжело. Но сейчас же тоже тяжело. Сейчас Конечно. такие стрессы. И знаете, мне кажется, что вот это вот женское, как сказать, легкомысленность, что ли, вот к этим мужским нагрузкам, мне кажется, тоже сейчас большая проблема. Конечно, большая проблема. То есть какой-то все равно, вот, мне кажется, женщина, она, ну, не то чтобы должна, но было бы неплохо, если бы она была такая мудрым, да, человеком и понимала, что сегодня на мужчине тоже очень многое все лежит. Ну, конечно, ничего не изменилось. Даже то, что было 200 лет назад. Изменились наши одежды, транспорт изменился, а жизнь как таковая не изменилась, понимаете? Она сейчас стала более суетливая, она может быть более быстротечная, но все-таки технологии и прочее. А я же опять вернусь к этой ответственности, она такая же осталась. Женщины, допустим, если сегодня не занимаются бизнесом, пожалуйста, это их право. Да. Мужчины их не обязывают. Не все могут но заниматься они бизнесом. должны, значит, настолько вдохновлять своего мужчину. Они настолько должны вести это хозяйство, видеть это гнездо, чтобы этому мужчине всегда хотелось и желалось вот быть дома, прийти в этот дом. Да. Я помню, столько мудрых вещей мне Мустафа говорил. Я же говорю, при всем при том, он очень редко, он вообще мало... Но если он да. скажет, то он, вы если он сразу скажет, записываете. да. И он как-то мне сказал, что он пришел с работы, и я, видимо, ну не знаю, может, я не в настроении, я уже не помню вот этого момента. И время проходит, он мне говорит: ты знаешь, Бахетгуль, вообще, говорит, когда прихожу домой, мне, говорит, хочется, чтобы вот видеть только улыбку, Да. у тебя улыбающуюся. Да. А я такая сразу раз напряглась и думаю, а что, я ему не улыбнулась, наверное, когда он пришел? И все. И он говорит, я, говорит, допустим, все свои, допустим, какие-то рабочие моменты, я все оставляю вот за той маленькой калиткой. Я захожу домой, и все. И это был вот такой мне урок на всю жизнь. Все. Но вы его усвоили. Конечно. Все, чему меня научила моя Хайнана, мы с ней бок о бок 40 лет, она меня многому в жизни научила. А вы можете какой-то рецепт дать? Вот как... Но все-таки человек все равно с другой семьи. Вы с другой семьи. Абсолютно. Конфликт интересов. Вот вы можете какой-то универсальный рецепт дать? Потому что сейчас это тоже проблема. Сейчас у нас навязчивая мысль, там, строить какие-то дома отдельно, все, что было отдельно. Нет никакого вот совместного какого-то желания жить, проживать и вот эти вот моменты. Ну, не у всех, конечно, но вот чувствуется, что есть такая основная масса вот людей.
Есть какой-то вот, наша какой у вас история, рецепт был? наша история это скорее исключение на сегодня, да? Ты это имеешь в виду? Не, я имею в виду, смотрите, вот вы говорите, она мне много чему научила. Да, она меня до сих пор Ну, учит. а у нас многие женщины, они говорят, что мы сами уже, в принципе, так много знаем, и у нас мама всему научила. То есть вы к нам со своей скалкой не лезьте, у нас своя есть. А я вот до сих пор, у меня такое мерило, вот, допустим, для меня вкусно то, что я запомнила, то, чего научила меня Хайнана, и если вот она тоже долма, махарны, я не знаю, все, манты, все, она, то, что она делает, я делаю примерно так, как она, потому что вот этот вкус, вот эта память, которая осталась во мне, да, и вот для меня вкуснее, чем она, никто не готовит. И вот Мустафы показатель, допустим, тоже говорит, для меня вкуснее мамы и бахитгуль никто не готовит. Вот тоже, то есть я же тоже могла в другую стезю пойти, и тогда Мустафа бы никогда не сказал, что я вкусно готовлю, как мама. Ну, и вообще не нужно тягаться. Как бы. Какой там тягаться с мамой? Опять мудрая мысль была. Это тоже чуть ли не совсем в молодости. Какой-то разговор, и мы шли с гостей в Беговате, я помню. И мы идем, и Мустафа мне говорит, Бахитгуль, ты знаешь, говорит, я говорит, пока рос был пацаном, я вот вспоминаю родственники, там мамины подруги, какие-то вот у них вот разногласия между мужем и женой из-за Хайнаны. Он говорит, слушай, ну ты же никогда не станешь вот так, чтобы между мамой и мной. Он говорит, как бы я тебя не любил, но никогда не сделай так, чтобы вообще я мог какой-то выбор сделать. Я все равно сделаю его в пользу своей матери. Всегда. Я тоже так усвоила это на всю жизнь. Слушай, ну может быть, он просто рано сказал это? Вовремя сказал. Ну нет, у меня просто характер такой, хотя... Не, у вас характер, я не сказал, что у вас... Нет, у меня непростой характер, Да. я достаточно сильный человек. Достаточно боевой характер. Боевой характер, но рядом с Мустафой я всегда там. Никогда я в жизни, я даже на полшага вперед не могла Значит, выйти. ну это неплохой рецепт, да? Ну, Просто не конечно. тягаться. А зачем с мужчиной тягаться, да? Слушай, ну практика показывает, что женщины просто обожают, ну молодые жены обожают Рулить, путем да? манипуляций каких-то. Ну, вот мне кажется, это настолько глупо. Это самая большая глупость потому что, вообще. ну, все, я же скажу банальную фразу, но все же не вечные, правильно? Зачем потом себя в чем-то упрекать, что-то не так сделала? Если можно сейчас нормально общаться, находить общий язык и сделать какую-то скидку все равно на старшего, на взрослого человека, да? Но это же адекватно. Конечно. Потому что все равно придут молодые, и потом эти молодые покажут. Ну еще у Твою меня, же. ну вот эта мудрость уже пришла ко мне с возрастом. Просто я благодарна, допустим, своей, она, ну в смысле, я говорю всегда мама, но это вот Хайнана моя, да. Я благодарна ей, потому что у нее хватило мудрости, потому что когда вот я, допустим, стала взрослее, я поняла, что когда в дом приходит молодая девушка, невестка, ну она же, господи, это же вообще ничто. Она точно такой же ребенок пришел, его надо принять, его надо правильно научить, его нужно прям вот, он должен почувствовать, что его любят. То есть это с Понимаете? двух сторон работа Конечно, получается. потому что вот этой молодой девочке можно списать на ее молодость, а взрослому человеку не Да, спишешь. да. Понимаете? И поэтому вот когда, если вот этот взрослый человек вот свой путь в отношениях, да, прошел правильно, Да. тогда потом все выкладывается, Ну складывается, все очень. То есть это все настолько Всё-таки взаимосвязано. ответственность большая на очень взрослых. большая, очень большая. Ну да, потому что, ну логично же, человек жизнь прожил. То есть, если ты какой-то большой путь прошел, и ты тягаешься, условно говоря, с ребенком, ну кто ты, Вообще-то где твой кто-то, уровень? конечно, где твой уровень тогда? Все правильно, все абсолютно правильно. Но у мамы нашей, она настолько справедливый человек. Вот это для меня тоже такой показатель. У Она вас, очень наверное, строга. совпало. Да, Совпало, у нас да. совпало, согласна, совпало. И для меня вот это болезненное чувство справедливости, это очень, вот это мой... И мама тоже очень справедливый человек. Поэтому для меня Так, это, конечно... вот возвращаясь к бантикам, да, то есть это был такой ваш первый стартап. Да. И такая тоже, скажем так, проба такого предпринимательского вот этого
ну как сказать, Мастерства. Либо да, либо нет. Да, то есть, ну, как сказать, вы же тоже не уверены до конца, получится или не получится. Слушайте, То есть ну, вы берете, вы как бы команду сразу формируете, да? Как вы добирались на рынок? Вы как-то на автобусе? Да, мы на автобусе с Мустафой. То есть И сумки? мне было, да, и вы знаете, мне так было интересно. Я готова была сама стать. Вы знаете, вот людям, которые вообще не привыкли, они не могут. Этот барьер. И мне так было обидно за нас в какой-то степени, да. Я просила Мустафу: Мустафа, пожалуйста, стань вот там, чтобы не надо со мной рядом стоять. Вы понимаете? Почему? Мне вот за него было обиднее всего. Я не хотела, чтобы он да, стоял да, и да, продавал. да. Это суббота, воскресенье, у нас законные выходные, а нам еще приходилось этим заниматься. Я готова была на себя этот удар весь брать, моральный, да? Как-то это было немного ущербно. Вот это правда. Вот это это осталось. есть, да. Это есть. Потому что когда я уже стала заниматься туристическим бизнесом, так скажем, да, вот когда уже появился этот гостевой домик, мне все нравилось в этом процессе. Мне нравилось встречать гостей, общаться с ними, ухаживать за ними. Мне все нравилось. Мне не нравился только один момент. Вот когда момент, они должны были рассчитаться, да, и вот мне так, это вот комплекс был, да, То есть, как будто вы советские что-то люди. продаете, да? Ну да, я продавала услугу, конечно. Нет, ну, может быть, вы думали, что вы искренне все это делали от души, и вроде как, получается, вы за это деньги взяли. Может ну быть, да, вот может этот быть, момент? вот этот момент. То есть, Но ну, потом... к вам родственники приехали, вы их нормально встретили, они уезжают, и они вам деньги. Да, вот, да, точно, вот это хороший пример. Но просто я провела какую-то линию, аналогию, да. Вот я вспомнила эти бантики, когда стояла на этом базаре, на этой толкучке, и вспомнила вот этот момент, когда я уже вот в гостевом домике, когда люди уезжали, нужно было вот... А потом я сама себе сказала, вот уже когда работала, я сказала себе: Бахитгуль, ты честно делаешь свою работу. Я просто задала себе вопрос: Бахитгуль, надо успокоиться, с этим комплексом надо как-то вот просто расстаться. Ну, вы же взяли деньги первые? Ну, конечно, взяла. Ну, всё. Ну и все, и пошла. Все равно вот это где-то сидит. Я все, и потом я спокойно это. Я говорю, я честно делаю свою работу от души и точно так же честно получаю за свою работу деньги. И все. Вот эти вот первые деньги, которые заработали, вы что вот, как вот? Ну, вы знаете, мы все деньги, которые мы зарабатывали, мы все складывали, и мы строились. И Ну, какое-то мы событие параллельно- было вот запоминающееся? Понятно, что какие-то Запоминающееся. деньги у вас были. Ну, первое событие, наверное, это вот когда Мустафа поехал в начале 90-х, так, Витанин, 93-й год, да, или 92-й, или 93-й год, он поехал с нашим соседом Женей, уже покойным, он поехал в Венгрию покупать машины. Он приехал, он только получил права, еще В не Венгрии ездил. машину И поехал, слушайте, вот сейчас То я есть опять простых путей вспомнила. нет, да? Вообще нет. Он получил права, и у него не было опыта, у нас не было машины. И он поехал покупать машину. Ну, это же очевидно, И Венгрия. он из Венгрии вез машину «Жигули». Вот, пожалуйста. И То вот есть- он привез. И у нас нету связи. Мы с мамой. Ужас. Я помню, когда он приехал, и первое, что... Да, он приехал, открывает калитку, и мама вся в слезах Как с войны бежит к нему. вернулся, Да, слушайте, как с войны вернулся. Представляете, а ведь мы не знаем, где он, что он, как С он. деньгами уехал. С деньгами уехал. Это вообще, конечно, слушайте, вот так мы А жили. почему Вот это было- Венгрия? Я не знаю, почему-то в Венгрию вот ездили на тот Был момент. какой-то сайт, куда он зашел? Нет, они вот через ЧОП ездили почему-то в Венгрию. ну все. просто был какой-то опыт. Уже опыт уже был. Вот Женя ездил. Почему в Венгрию? Потому что Женя вот сосед, он уже ездил туда один, может, два раза. И поэтому вот он постарше просто Мустафы был. Вот такой опыт. Так, ну хорошо. Ну, вы мне сказали уже, что вы гостей встретили, а вот эта мысль, ну, вы, наверное, сидели с мужем и говорили: слушай, а может быть, попробуем... А может как-то- рассказать, как началось вся Вот, эта я вот не началась? хочу, вот, да, вот этот переломный момент, когда вы поняли, что можно построить не зал себе дополнительный, а построить гостевое какое-то местечко, которое можно встретить людей. Ну, до отеля, скажу так, до отеля, после бантиков, бантики как-то прекратились, они достаточно долго, может быть, год-полтора я этим занималась. То есть вы не захотели это увеличивать, там, Не-не-не, умножать? зачем? Вот ты когда чувствуешь, Людей да? нанять. Нет, чувствуешь уже все. Это же все было временно. Это абсолютно, это же бантики. Дальше появились какие-то, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, прогресс же быстро. Да, какой-то потом, да, именно прогресс. Все прогрессировало каким-то образом непонятным. Тогда я из Украины стала привозить прям паками масло, пока еще базаров у нас тут не было. Масло, сыры Рамы и вот эти вот.
Не-не, рамы нет. Вот именно паками килограммовое масло, сыры вот эти кругами которые. И я развозила их в песчаное по этим пансионатам. За рулем? Ну, у меня был водитель рядом. То есть это было так. А туда, в Украину, я возила цемент. Ну, правильно. Это же очевидно. Короче говоря, вот такой я была таким предпринимателем. Что Ну, может непростой. большая? Цемент. Цемент. Ну, в общем, непростые, сложные времена. Вот. Ну, интересно. Ну, Было интересно интересные. в этом? Ну, послушайте, ну опять я вам говорю. Ну, самое основное, приоритетно, это наши дети. И я никогда, вот если сейчас кто-то может заниматься каким-то бизнесом и вдруг ослабить внимание к своим детям, да? Вот я вам скажу, до 6 класса Артур, до 6 класса я даже телевизор не смотрела. Я до сих пор, я могу похвастаться тем, я не знаю, это похвастаться, Ну, вы говорили, сериалы я не ни смотрите. одного сериала в жизни не видела. Вообще в жизни? Нет, я «Дикая видела роза» не смотрели? никакой «Дикой розы». Вы что вы делали? 17 мгновений весны я только смотрела. Все, больше я не смотрела. Вот как-то буквально, может быть, года 3 назад мне наш Мустик, Мустафа, друг наш, он предложил, говорит, какой-то «Побег», по-моему, да, какой-то вот интересный. «Побег» — это большой сериал. Я, кстати, не Какой-то, смотрел его. С я тюрьмой? что-то ну это не мое, я вообще не умею смотреть, потому что нет у меня опыта, я не могу смотреть сериалы, наверное. Я вот до 6 класса даже телевизор не включала. Слушайте, Для возьмите- меня не существовало ничего. Я вам хочу сказать, что интереснее, чем заниматься со своими детьми, ничего интереснее нет. Вы возьмите любого крымского татарина, которому за 40, и спросите, так, возвращение в Крым. Он вам сериалами свою жизнь расскажет. То есть была там просто Мария, потом Дикая роза, потом там что-то Диканька или что там. Ну, я вам сейчас скажу, 2 пути есть. Да. Никаких других путей нам никто не давал. Есть Так. путь эволюции, есть путь деградации. Так. Все. Других путей нет. Вот я пошла не по пути деградации. Если бы я сидела, смотрела сериалы, опять я никого не хочу обидеть. Но это интуитивная история была? Или вы четко понимали, Не-не, что... это интуитивно, это просто желание. Я просто, понимаете, вот опять это ответственность перед этими детьми. Если ты уже понял, что лучшая инвестиция, мы с Мустафой поняли сразу, что лучшая инвестиция – это дети. Был момент, когда меня этот бизнес захлестывал, а он мне говорил: Бахетгуль, пожалуйста, вот брось все. Когда мы уже поняли, что Артур, непростой ребенок, непростой мальчик, а Мустафа, видимо, по своему опыту, он говорит: слушай, если мы упустим Артура, то нам все, что у нас есть, все к чему, все бесполезно, все теряет смысл вообще. Да. И он меня просто категорично попросил: Вахетгуль, все, остановись. И я тогда я остановилась на какой-то момент и занималась только ими. То есть вы хорошо зарабатывали? Да. И он хорошо, сказал: все. Да, все, остановись. То есть вы же понимаете, какая на нем была ответственность и понимание ситуации? Конечно. Сейчас возьмите какого-нибудь, сказать так, чтобы он сказал жене: так, все, деньги не зарабатывай. Мне кажется, это вообще нонсенс. Ну, он опять на себя взвалил большую ответственность, да, потому что... но я никогда больше Мустафы не зарабатывала. Никогда. А вы И пробовали? сейчас. Я пробовала, насколько у меня хватало сил. Может, вы уже и подходили к нему, возможностей. а он вам так, с детьми давай? Не, вы даже просто никаких вот таких, знаете, и соизмерений не было, да, я просто знала всегда, что... А вообще это важно, чтобы мужчина больше зарабатывал? Не обязательно, нет, не важно. Просто женщина никогда... Мне так хочется, чтобы наши женщины это понимали, что никогда женщина не должна и не имеет права никогда себе позволить сделать так, чтобы мужчина почувствовал себя униженным, да. неловко или еще как-то. Да. Это большое дело, да. Это вообще У нас, даже не представляю. Почему-то, может быть, это влияние вот этих как раз сериалов, вот этих вот фильмов, инстаграмов. У наших девушек молодых какое-то рвение вот к этому заработку, рвение к каким-то вот этим достижениям непонятным. И вот на этом фоне мужчина, но если он чуть-чуть слабый, чуть теряется, то он сразу пропадает. Вот это, наверное, вы знаете, я как-то думаю, что вот мужчина, когда видит, да, что женщина, он уже сделал выбор, она мать его детей. Да. И у него уже нету, я просто хотела думаю, анализирую, почему так? И я понимаю мужчину, который, ладно, хочешь так, давай так. Хочешь флаг в руки, пожалуйста, тебе флаг в руки. И он просто мирится с этой ситуацией. Что он должен теперь с этой женщиной? Ну да, вот уже 2 детей, Да, условно. да. То есть, какие-то вещи стали понятными, но что делать? Знаете, я скажу больше, да, я вот за то, чтобы
Если женщину невозможно, ну не знаю, то, что весь эта семейная жизнь, это все время воспитательный процесс, всегда. Это вот такой самый большой труд, наверное, это все-таки семейная жизнь, да, эти отношения. Ну, мне думается, что если вот не складываются отношения, не надо мучить друг друга. Вот видишь, что Всё-таки, она да? вот, больше женщина. У нас же еще, знаете, какая история? Вот, Либо он, если вот такой. Жена плюс мама, то есть с тещей в основном, вот такой тандем в основном разрушающим работает. Ну да. Потому что, ну, все равно в жизни-то вокруг она происходит, и ты так или иначе видишь за разными ситуациями. Вот мама и ее дочка, да, вот теща, условно говоря, просто разрушают семьи. Я вот не понимаю, для чего это все это делается? Слушайте, я вообще тоже Почему не это понимаю, так? потому что у нас, у казахов, дочь вышла замуж, у нас, вот, даже если бы мне было бы плохо, даже если бы я не знала, куда идти, я бы не пошла к своим родителям, То есть потому мосты что сожжены? сожжены, меня бы никогда родители не приняли. Я не знаю, хорошо это или плохо, Ну, но вы это девушка, знали, и вас ну, я, поддержала. конечно. А тут сейчас, ладно, не нравится, приходи там или еще. Слушайте, я вообще не понимаю, что за процесс, что это вообще? То есть, условно говоря, если ты... Я тоже, кстати, такое слышал, и среди близких довольно-таки людей, отдают дочку и говорят, ну, если что, хазым, там, наша дверь всегда открыта. То есть, ну, это же сложный процесс. То есть, девочка попадает в другую семью, там все по-другому, все вообще иначе. Тут отношения с мужем, тут сложности. Но мы тут не говорим о том, что о каком-то насилии, тут другой момент. естественно, Да, мы говорим конечно. просто о каких-то житейских делах, понятно. Ну, он трудности. Это трудности, Трудности потому что просто. это тоже такой же ребенок, молодой человек. Вот он стал мужем, он захотел создать семью, но он тоже этой жизни учится. Что там от него требовать непонятно каких-то, не знаю, или не дать ему возможности с друзьями пообщаться. Или еще что-то. Женщина думает, что все, теперь пристегнула она этого парня, и теперь он должен... Ну, зачем такой мужчина рядом нужен? Я вообще не понимаю. Да, бесплатное приглашение. Вообще не понимаю. Если же девушки, если бы они поняли, что какое счастье рядом видеть настоящего сильного мужчину. А вы знаете, это пример моей мамы. Мой отец, он не был таким сильным, как вот, допустим, у мамы характер, да? Ну какой культ в семье папы у нас был? Это вообще, вы даже себе представить не можете. Вообще просто. Это культ отца в семье у нас был. Это вот на заметку тем, кто думает, что у них муж немножко, ну, скажем так, не альфа-самец такой, да, так, не такой брутальный. И раз он такой, значит, нужно его все там, и такой сякой. И пока он на работе детям там всякую ерунду выливает в голову. Да. Вообще, вы знаете, у крымских татар как бы есть такое выражение, что она тербие, то есть это мамино воспитание. Я своей жене, но я думаю, что и многие также говорят, что мы на работе, нас дома нету по факту. То есть все время, ну, 90%, 95% времени мама проводит с детьми. Да. Если мама считает, что что-то вот нужно сделать так, значит, это все переходит на детей. Конечно. И не может, вот отец не может прийти вечером, нахмурить брови и перепрошить всю историю. Ну, слушайте, получается, что гиперответственность-то и на женщинах лежит. Да это самое основное. Самое основное на женщине, что лежит, я же говорю, чем бы она ни занималась. Основная ее ответственность – это ответственность перед ее детьми. Кого она воспитает, кого, ну, хорошо, мы на орбиту доводим своих детей, да, а потом дальше. Да. Как сегодня я вижу, меня многое не радует, глядя на нашу молодежь. Да. Есть, конечно, те, которые очень радуют, и это прям, ну, я не знаю, это, если бы этого Все не было, есть. тогда И есть и все, и реально такие все есть есть, всегда. да. Всегда так, видимо, было, потому что и тогда бы вообще смысл потерялся бы того, что мы такой трудный путь прошли, и я бы не понимала, ради чего. Если бы мы не видели вот эти звезды, которые в нашей нации есть. Вот, поэтому... Ну, да, вот я вам как-то говорил, что вот про детей, да, что иногда складывается впечатление, что все говорят, вот телефоны, дети там тупеют, деградируют. Вы знаете, нет.
вот много детей абсолютно с горящими глазами, с открытыми вот этими мозгами, вот Да, это да, вот да. такой любознательность. Вот. То есть у меня, как бы, скажем так, такой тревоги нет вот, за будущее, вот честно. Мне кажется, что нам, таким, скажем так, средневозрастным, да, тем, кто постарше, средневозрастным, нам нужно просто сформировать какую-то общую идею, что ли, поведения вообще вот нашей нации, да, вот какая-то идея должна все равно быть. То есть должен быть какой-то вектор. Вот если вы дома с детьми занимались, у вас четкая была установка, да, Конечно, образование, конечно, воспитание, конечно, кружки, группы, конечно. как вы там километрами ходили на эти секции, ну, то есть вы прошли путь какой-то. Конечно, И поэтому вот, я и говорю, мне не стыдно, да. я знаю, я Вы знаете, самую основную работу я сделала. мне очень понравилась фраза, которую вы сказали, что все, чем занимался Артур, все ему пригодилось. Абсолютно все. Вот мне кажется, что это ну, максимальное удовлетворение и вот, знаете, такое облегчение, что все, что вы сделали, это так или иначе сработало. Конечно. Ну а по сути оно так и должно быть. Конечно, вот поэтому я и говорю, мамы сегодня, жены, это их прямая обязанность. Вот это самое основное. Я своей дочери сказала, с тебя спрашивать будем за наших внуков. И точно так же я сказала Артуру и своей Аделе, сказала, что мы с вас спросим, вот основное это за детей, за наших внуков. Иначе, я же говорю, тогда смысл теряется. Все, что мы сделали когда-то, тогда получается, и то, что сделала Анашка, допустим, моя мама, Да. сделала Мустафы мама. Да. Если сегодня они это звено оборвут, значит, все зря, все, что мы делали, зря. Да. А это воспитание, а это уважение к отцу, потому что мама прививает эту любовь и уважение к отцу. Потому что отец, правильно ты говоришь, 95% его нет в семье, он все время на работе. А кто должен семью обеспечивать? Ну да. В основном, да, это так и есть. И если какие-то там минуты получаются, но они очень правильные. Поэтому даже мне Мустафа тоже сказал, у меня такого никогда не было, чтобы я, ой, иди скажи сыну, ой, иди там это. Потому что он мне сказал, что маму всегда простить могут. Мустафа никогда не повышал голоса на детей. Он никогда, вот для меня это идеальный отец, конечно. Ну слушайте, очень сложно не повышать голос. Очень сложно. Очень сложно. Как но он- до сих пор Артур такой взрослый, но для него поговорить с отцом, посоветоваться, даже если он сам принимает свое конкретное решение, но он обязательно с отцом будет разговаривать. Ну, слушайте, это уже итоги. Потому что, Конечно. ну вот смотрите, вот подросток, да, это такой реактор неконтролируемый в таких термоядерных реакций. Но как можно, не повышать голос, этим управлять? Один раз в жизни было, когда просто Артур, это был 7 или 8 класс, он не ходит в школу, карты, деньги, и там где-то вот золотой магазин, сзади Да. золотого магазина, они там сидели со взрослым, а он щегол, сидит так еще с сигаретой, мы подъезжаем. И, в общем, а я вообще слова сказать не могу. Эти все в рассыпную, Мустафа просто... А он так, что этот мальчик говорит? Вот так поднимает глаза, так он до конца докурил эту сигарету. Эти все в рассыпную. Он подходит, Мустафа говорит, иди сюда. Он подходит и говорит мне, он говорит Мустафе, если меня пальцем тронешь, я уйду из дома. А ему там лет 13, наверное, тогда было. Ну, как раз такой самый. Мустафа его хватает, голоса не повысил, Тихо, ну. хватает его и в багажник. Закрывает багажник, привозит домой, вот так посадил. И я помню, он ушел. Вы не участвовали в Я этом не разговоре? Когда Мустафа участвует, какой там участвовать? В общем, он ушел с ним на стройку, я помню, их часа 2 не было. И он с ним разговаривал. Ну, просто понимаете, вот вы как бы прошли этот путь, да, многим это предстоит. И я, честно говоря, не понимаю, как вот этот ключ подобрать, потому что, ну, это что же личность, это вообще другая личность, это другой характер. Это и твои гены, и гены жены, и гены того. Может быть, Мустафе было проще, потому что он был сам таким трудновоспитанным То есть он понимал, да, вот этот подростком. момент? Поэтому он мне и тогда сказал, когда Артур, лет 10, наверное, уже было на тот момент, и он сказал, все,
останавливайся, бросай все, и вот только Артуром занимайся. Буквально он, видимо, знал, он прошел этот путь, знал, какой он серьезный, тернистый, очень сложный, вот это становление. И поэтому он понимал. Вот вы говорите, да, культ отца в Отца, семье. да. И у меня тоже, в нашей семье тоже культ отца в семье. Сейчас это уже модным стало, что вот эту патриархальную систему, на нее говорят, как будто это что-то такое старое, закостенелое, облупившееся, советское, может быть, такое пахнущее, Можно я дурно скажу? Вот пахнущее. я, допустим, деловая женщина, да, я не какая-то там забитая, не знаю, там слово, которое сказать ей номер 16, да, нет. Но я со всей ответственностью, со всей уверенностью могу сказать, что никакого матриархата в природе не было. И никогда самка в природе не была сильнее самца. Поэтому я не верю в то, что женщина может быть... Слушайте, давайте просто скажем, все, что вокруг, как мне Мустафа давно сказал, все, что вокруг в этом мире, это мужчины сделали, создали для своих любимых женщин. Да. Все. Мужчине вообще ничего не надо, по большому счету. Да. Жили бы, говорит, мы вот так в этом шалаше где-то, я не знаю, нам, что нам нужно? Говорит, нам ничего, собственно, не нужно. Мы все, говорит, все, что делаем, стиральные машинки, телевизор, все, что вы хотите, дворцы эти, мы все делаем только для своих любимых женщин. И какой матриархат? О каком вообще можно говорить? Наверное, женщины сейчас сидят... Ну, матриархат, знаете, в чем, наверное, матриархат? Матриархат, наверное, в том, что женщины хотят зарабатывать, не сидеть дома, не смотреть детей. Это вот другое. Это все. Не смотреть да, детей. Да, конечно. А как вы хотели? А вы думаете, вот эти все по 100 миллионов просмотров на мультиках, это кто? Это что? Это вот это как раз та ситуация, когда ребенку дают телефон, мы тоже этим пользуемся, потому что якобы ты хочешь время на себя. И ты как бы покупаешь это время для себя, давая ребенку телефон, да? Ты освобождаешь себя. Но это же игра. Но вот этот один момент я знаю. Да. Одно, если не найти в процессе общения с ребенком вот этот интерес для себя, вот этот положительный момент, который для меня всегда был, мне было настолько интересно. То есть найти положительный момент. Конечно. Да. тогда, а так вот как рутина такая, вот не хочется все через силу. Вот эти уроки. Да, это... Слушайте, это так интересно мне было. Слушайте, вообще... вам это просто какая-то травмирующая история. А вы знаете, абсолютно... для меня был, вот я видела результаты, меня он так радовал вообще. То есть, может быть, как бы нюанс в том, что вы в долгую играли. То есть я в долгую играла, вы видели конечно. вот путь, да, и понимали, что это просто шаги, вот нужно куда-то идти, да. А у нас такие просто комичные ситуации. Иногда вот мамы звонят, там, Женя, она говорит, просто дай списать просто какую-то домашку. То есть вы понимаете, что как-то и не хочется человека и осуждать в этом. Может быть, у него там столько много задач, что вот эта вот домашка там в школу, это просто последний гвоздь. Слушайте, я сейчас скажу, наверное, может быть... вот Светлана у нас, допустим, дочь наша, да, она в 2 года, у нее грипп, в общем, осложнение, у нее тугоухость, практически глухота. Но мы же не опустили руки. Мы, понятно, в какой-то момент там метались, То есть ездили. это опять умножилось? Конечно. У нас занимались мы с Артуром, у нас не было возможности, допустим, купить недвижимость в Симферополь на тот момент и переехать. Школа и сад был только в Симферополе, специализированный. Она в интернате оставалась. Мы ее в понедельник отвозили, в пятницу забирали. И вот с понедельника по пятницу я занималась с Артуром, а с пятницы вот она вечером приезжала. Я сейчас вспомнила, как для нее самое главное приехать, руки вымыть и залезть в этот холодильник. Да. Все, и мы в пятницу, мы до пятницы собирали, там купим какие, я сейчас не могу об этом вспоминать, купим что-нибудь там вкусненькое, положим в этот холодильник. Вот это была для нее такая радость. И я в субботу-воскресенье занималась Светланой. Этот ребенок в 3 года, она уже знала алфавит, она уже... Слушайте, это такой труд. И сегодня я вижу, как она со своими детьми занимается, ее муж как занимается. И когда здоровые дети, которые слышат, видят, все умеют, как с ними не заниматься, как не стыдно? Вот, да, мне кажется, что вот все-таки фундаментальная проблема в этом. То есть, мне кажется, что, вы знаете, вот эти мамы, чтобы не обижались, они занимают такую позицию манипулятора. То есть они как бы говорят, что нам очень плохо, и нам нужно время на себя.
отодвигает детей с помощью там, игр, с помощью телефона, там, телевизора и так далее. Якобы, ну, тратя время на себя. Но, может быть, как-то можно находить какой-то компромисс? Ну, да, хочется посмотреть сериал. Ну, есть люди разные, кому-то нравится смотреть сериал. Может быть, нужно находить какой-то компромисс, то есть всегда держать в голове, что это очень важно, держать какую-то генеральную линию по обучению детьми, да, заниматься детьми. Конечно. И плюс находить время и для сериала. Не, ну, конечно, невозможно же только детьми. Это же какой-то вот, ну, да и ребенку невозможно, у него сил на это не хватит. Какое-то определенное время, ну, четко должна быть система. А так, ну, конечно, не целыми днями сидишь и с ними занимаешься. С тем же ребенком, слушайте, я даже сейчас вспоминаю, как я какие-то кружки создавала. Я во дворе с ними играла вместе со всеми дворовыми детьми. Это мне было интересно. Может быть, сейчас кто-то подумает, ну, блин, какая-то сумасшедшая. Ну, я при всем при том, я не знаю, я йога, сейчас йога модная, а я в 84 году, мне просто попался такой в руки самоиздат Мустафы мама, напечатала, ну, попросила там свою, я не знаю, за большие деньги на тот момент, я помню, она мне сказала, что 40 рублей она заплатила, чтобы... Контрабанда, да? Контрабанды, да, они перепечатали, вот эти асаны все, слушайте, для меня был вообще, просто сознание мое перевернулось, когда я это читала. Вот, а Мустафа, оказывается, с 7 класса этим занимался. Йогой. Йогой, слушайте, йогой. Это конец 70-х, вы представляете? Нет. Вот я и хочу вам сказать, когда мне сегодня это все так новомодно, а я в тот момент выбрала для себя, без фанатизма, да, я выбрала для себя дыхательные упражнения, выбрала для себя какие-то физические асаны, да, или асаны, упражнения, да, и все, я по жизни, и сегодня я ими, с тех пор я этим пользуюсь, этим стаканом горячей воды я пользуюсь, как сегодня так, говорят. Вот про горячую воду давайте поподробнее. Это как бы про осознанность, да? Смотрите, что я хочу спросить. У нас, у крымских татар в частности, есть большое пренебрежение к себе, к своему здоровью, к своему состоянию. Мне кажется, что у нас такая идея, что кинуть себя на алтарь ради детей, там, ну, я не знаю, что... Так, для Веры. Вот теперь вернемся Отматываемся к тому. назад. Да, отматываемся. Знаешь, что я хотела сказать? Вот когда ты говорил о том, что ну, невозможно вот бросить себя на это, да, только детьми заниматься. Нет, слушайте, я занималась собой, мне всегда было интересно. Если человек, я знаю точно эту истину, если женщина перестает собой интересоваться, мир вокруг нее рушится, да. Все, это ей все, ничто не интересно. Поэтому и мне всегда, я как личность для себя была всегда интересна. Всегда. Мне всегда было интересно красиво одеться. По мере возможности, потому что в то время вообще было сложно, конечно. Мне было интересно, если я любила постимпрессионистов, я всегда находила где-то там что-то, какую-то литературу, там заказывала ее, привозили. Это мне было интересно. Если мне нравилось заниматься, я в это время, слушайте, пока мои дети росли, мы создали на тот момент клуб струнной поэзии. В Бахчисарае собрались... Струнной поэзии? Конечно. У нас был клуб, у нас поэты. Сами мы сочиняли стихи, музыку, сами исполняли. Слушайте, это же было интересно. Мы ездили Конечно, на фестивали. Сказать, что я просто вот на алтарь бросила себя и только этим занималась. Нет. Я жила нормальной, интересной жизнью. И до сих пор продолжаю ей заниматься. Ну да, вы говорите, как будто это давно было, вы сейчас уже сидите и вяжете. Не вяжете, нет, не вяжу. Ну, поэтому я просто хочу этим девочкам сказать, что это не только вот это только маленький кусочек, но он обязательный. Дети – обязательный момент. Когда они появляются, все равно вся жизнь, как бы то ни было, она строится вокруг них. Про себя, конечно, никто не забывает, это понятно. И да. все. Нужно так построить свою систему, жизнь свою, да, семейную, свои отношения с детьми, с мужем, со всем, чтобы это было интересно всем и полезно, и правильно. Слушайте, 200 с лишним лет назад, крымские татары, 200 с лишним лет назад еще была империя. Вы все потомки, и мои дети в том числе, потомки этой империи. Мы не имеем права быть какими-то там посредственными или еще какими-то. И так за эти годы уничтожали весь народ, всю элиту уничтожали. У нас сейчас есть возможность, есть шанс хоть как-то... Ну, генетику-то они уничтожили. Ну, конечно, нет. Ну, так надо стараться. Мы же не можем просто взять, жить, ой, вот, поесть, поспать. Ну, да. Так не пойдет. Было дело, да. Мы не имеем права просто есть, спать и все.
Надо для этого. Ну, слушайте, но у нас же есть проблема банального выживания. Вот народ, вы не так не думаете, что многие просто находятся вот в этой зацикленной истории, что нужно вот там к 1 числу нужно там столько-то денег туда отдать. И вот такая вот бесконечная тягомутина выживания. И вот под этим давлением люди даже не могут глаза поднять и подумать о том, чтобы ребенка куда-то отвезти, куда-то чего-то отдать. Ну вот теперь нужно отдать должное нашему народу, что у меня, я опять повторюсь, я где-то об этом уже говорила, я не знаю другого такого примера, как крымско-татарский народ. Я счастлива, что я являюсь частичкой этого народа. Нет у меня другого примера. Вот я могу за эти 30 лет последних сказать, что этот народ сделал вообще. Пусть мне еще кто-нибудь, я этот народ еще так же зауважаю, я низко поклонюсь этому народу, искренне скажу, что вот это действительно народ... Но вот этот феномен, он есть, да? Конечно, слушайте, знаете- феномен, это такой трудолюбивый народ в любых ситуациях, в каких бы ситуациях он ни находился, в какие бы его же уничтожали сколько уже веков, вот эти 2 последних столетия уничтожают. А он есть, а он процветает, он сохранил свой язык, сохранил свою культуру и традиции. Другой момент, что каждый думается, что хочется, чтобы это было как-то лучше, больше, но быстрее хочется. Сложно все. Поэтому каждый, вот даже мой Мустафа, вот много лет назад, когда он построил этот дом, какую ответственность он на себя взял тогда еще? Построить дом, он мне тогда сказал: Бахитгуль, вот есть ханский дворец, мы подруги, что выдумывать? Ну что выдумывать? Нам надо органично вот так вписаться, построить именно вот похоже, именно в стиле. И все. Похож. Да, нет, я хочу что Уже сказать. узнаваемо. Он же мог построить обычный дом, как и все. Побольше площадь, Да, 6 и все, комнат, 3 этажа. да, и все. И никакой был бы как все. Нет, а он же тогда уже на себя эту ответственность взял. И я ему настолько искренне благодарна. Когда мои дети выросли, я ему говорю, опять возвращаемся к нашим бантикам. Я ему говорю: Мустафа, слушай, это в тот момент, когда Артур поступил в университет, и он перестал ездить каждый день. Он говорит: слушайте, родители, я устал, давайте, наверное. В общем, мы тогда ему сняли квартиру. И я такая раз, и говорю: Мустафа, чем же мне теперь заниматься? Я же привыкла, надо утром покормить, вечером я его жду, да. А я говорю: слушай, и тут так получилось, что я побывала на семинаре по зеленому туризму. Я ему говорю: Мустафа, построй мне гостевой домик. А у него свой бизнес. Он говорит: какой гостевой домик? Ну, я говорю: слушай, будут приезжать туристы, гости. Им так, вот, он говорит: слушай, Бахитгуль, у нас... моря нет, кто сюда приедет? А я ему говорю: ну и замечательно, что нет моря. А он такой, значит, дети поразъехались. Он мне говорит: слушай, у нас 3 гостевые комнаты пустые. Пусть едут. Он думал от меня так типа отделаться. Ну вот же. Ну да. И тут как поехали, он говорит: ой, в общем, он построил мне эти Подождите, две... стоп. Вот тут вот помедленнее. Вот у вас 3 гостевых домика. Нет, у нас наш только дом был. И Ваш дом? И 3 гостевые комнаты. Комнаты? Да. Подождите, а где вы людей нашли? Авито нету там, Ничего Инстаграма нету. Ничего как? нет. Вот, Слушайте, вот как? Вот я даже сама сейчас на дороге думаю. не стояли? Там Нет, номера? не вот это? стояли, ни на дороге, никак. Вы знаете как? Один приехал человек, кто-то ему сказал. Я помню, первый, кто к нам приехал, это был Джек. По-моему, Джек его звали. Из Киева, из американского посольства. Он жил у нас 3 дня. Ну, слушайте, как-то... Нескромно, да? Ну, да, как-то... Да. Подождите, А ему большой- сказали, слушайте, ему- а ему кто-то сказал. Кто ему сказал? Слушайте, потом к нам стали ехать стали в основном иностранцы. А оказывается, что... Да, А вы просто ценник в долларах поставили и... Слушайте, вы знаете, что случилось? Они приезжали, у них был вот такой путеводитель. А я же английский не учила, я и в школе, и в институте немецкий изучала. А они все на английском, значит, я думаю, что же они как-то вот... Теперь и вот с этого посольства стали люди приезжать, уезжать, они каким-то друзьям, потом с какого-то другого посольства. И вот они, я не знаю, они как-то... И потом стали приезжать просто люди. А оказывается, кто-то написал в каком-то путеводителе, что в Бахчисарае есть вот такой-то, такой-то гостевой домик.
А к этому моменту уже людей стало много приезжать. Мустафа построил мне этот гостевой домик, эти 2 комнаты, корица и жасмин. Это мои первые 2 комнаты, где я сама, там у меня была одна помощница. Вначале помогала мне моя дочь маленькая еще тогда, потом я еще 2 помощниц себе. И вот это пошло и поехало. А в какой-то момент Мустафа приезжает, у него был объект строительный в Ялте, он как-то приезжает и говорит: слушай, Бахетгуль, сидим мы с Геной в ресторане, тут мне, и нам кто-то говорит, вот были в Бахчисарае, там такой замечательный Названия еще гостевой не было. дом. Названия не было. Там такой замечательный гостевой дом, такая хозяйка Бахетгуль. Я, говорит, слышу, говорит, я понял, что это о нас. Приезжает и мне говорит: Бахетгуль, слушай, а людям, оказывается, нравится так. Тебе вот и у тебя так хорошо получается. Он говорит: вообще тебе нравится это? А как ты вообще на перспективу? Я говорю: конечно, нравится, мне очень Вы, наверное, нравится. деньги Да. вдвоем читаете, да, и он Не, вам скажет. он мне говорит: Бахетгуль, но если ты решила этим заниматься, то надо покупать соседей, если будет продаваться. Я говорю: да ну зачем так много опять строить? Нет, нет, нет. А он мне говорит: Бахетгуль, ты не знаешь крымских татар. Это будет сейчас такая конкуренция, и тебе нужно быть конкурентоспособной. Это год какой? Это был, наверное, 12-й. То есть, ну, относительно недавно. Недавно, может быть, 11-й, да. Вот такой Относительно год, да. недавно. Относительно Наверное, 11 недавно. Да, нет, даже, может, даже 10-й, может быть, да. А надо посмотреть, когда мы купили первый. Вот. Ну, в общем, вот так. Ну, да. То есть, ну, он, наверное, тоже поначалу не сильно, да? Нет, как-то? нет, он вообще, он думал, скептически к этому отнесся вообще. Он мне сказал, что Бахетгуль — это какая-то, говорит, такая авантюра. Ну, мы первые. И Ну, слушайте, я вот сегодня, кто-то недавно, я не помню, буквально, может быть, совсем недавно, кто-то сказал: Бахетгуль, вам, говорит, я, мол, типа, я, говорит, удивляюсь, я просто, как вы могли на эту гору затащить людей? А ведь многие подождите. сомневались. Не-не-не, тут я не согласен, потому что когда заходишь вот вовнутрь, и получается, что вот это ощущение, что ты в чем-то таком замкнутом, да, вот таком закрытом, когда попадаешь вот в это закрытое какое-то такое мощное укрепление, вот чисто ментально, и выходишь вот к этому балкону, то есть, ну, он сразу подкупает. Ну, Ну, это Мустафа. как может такой вид, ну да. вы понимаете, о чем я Да, говорю, но что да. значит затащили? То есть, наверное, это нужно было увидеть как-то, Нет, это да? было так, что я сказала, в том смысле, что все-таки построили, да, этот, если бы не было у меня желание в этом бизнесе, да, то, ну, трудиться, то Мустафа, конечно, не строил бы это, наверное, эти гостевые дома. Мне кажется, знаете, вы взяли вот эту базовую крымско-татарскую черту, когда ты хочешь кого-то встретить хорошо, да, с ним хорошо попрощаться, хорошо его, все-все-все, и как в этом анекдоте, да, еще деньги. То есть, мне кажется, что получая вот эту энергию обратно, да, она очень сильно заряжает на следующий, Очень. на следующий. То есть вы вот, наверное, у вас сезон, когда приходит, вы, наверное, вот живете, да, вот в этом. Конечно, потом, когда мы думали, что это будет просто летний сезон, а как выяснилось, что Бахчисарай — это круглый год. Но об это этом всегда... сейчас еще мало кто знает. Ну среди да, наших. еще, да, У нас да. думают, что вот есть 2 месяца. Вот, кстати, мы про сезон начали говорить. Отлично. Давайте немножко поговорим про эту историю. Но вообще, вот в этом году получше было? Как вот сезон? Для Вер, я вам скажу честно, откровенно, у нас есть статистика, мы можем всегда это наблюдать. Сезон для нас, допустим, май, июнь, июль, август, он всегда, если в этом году была стопроцентная загруженность, да, ну вот с июля месяца мы работали, да. Ну, условный сезон, да? Условно, то есть это июль, август и сентябрь, до сегодняшнего дня это ровно 100%, да. Ну, просто у нас были списки очередников. То есть, если вдруг кто-то откажется. То есть у вас был в прошлом году, сверхспрос? да, у нас был сверхспрос, и причем я столько нарицаний выслушала, писали, что Что так такое? мало мест. А вот смотрите, ну, очевидно же, жаль, что много людей приехало в Крым. Как вы считаете, вот эта ситуация, она в плюс сыграет в итоге? То есть, ну, условные границы закрыли, да, такие большие границы, и все равно люди, хочешь не хочешь, на море хотят, там хотят куда-то поехать, и поехали в Крым люди.
А вот этот поток, он, как вы думаете, он туризм оживил, вот наш крымский туризм, или как? По поводу крымского туризма я не буду ничего говорить, потому что я так мало... Ну, я сейчас скажу о Бахчисарае. Да, Да? ну давайте про Все-таки Бахчисарай. Бахчисарай для меня всегда, мне всегда это было ценно. И до сих пор все-таки те, кто приезжает к нам, это более интеллектуальные гости. Это гости, это не те, которые хотят просто Кто именно поваляться. остается в Бахчисарае? Да. Не просто приехал? Да. Не просто приехал. Кто целенаправленно приезжает в Бахчисарай, они прекрасно понимают, что Бахчисарай это не просто на море, на пляже полежать, да? Это все-таки история, это культура. Они даже приезжают, многие приезжают, допустим, в коротких шортах, и они заходят, переодеваются и больше в них не ходят. И для нас это тоже показатель. Да. Кстати, Для нас это тоже показатель. Да. Просто, ну, вот Ну, как-то... вы знаете, это, наверное, похоже на то, что у человека, который не был в Крыму, он думает, что Крым – это один большой пляж. Да. И вот, когда я видел таких людей, которые в плавках могут идти там по какому-то городу, да, ну, там, Бахчисарай даже, условно говоря, я всегда думал, вот, а в чем проблема вообще у этих людей? А потом я понял, общаясь вообще с ними, они говорят, что, ну, Крым – это же Крым. Я говорю, а куда вы поедете? Ну, в Крым. Я говорю, подождите, Джанкой тоже Крым. Ну, скажем так, море вы там навряд ли увидите между нами. Ну, то есть, вот такая история. Ну, хорошо, смотрите, я, знаете, думаю, что? Мне кажется, что Бахчисарай вообще, он претендует, ну, на лучшее. Он вообще достоин лучшего. Абсолютно. Вот это вот первая линия, вторая линия, третья линия. Мне кажется, что Бахчисарай должен преобразиться в нечто такое одно целое, единое в плане дизайна. Вот такой один восточный, похожий на стамбульский какой-то городок, да, там типа Эскишехира там или что-нибудь такое. Как вы думаете, вот это воспитание клиента и тех, кто занимается туристическим бизнесом, вообще что нужно делать, чтобы сегодня условный сервер, условный там какой-нибудь мемет, который занимается тоже рестораторским бизнесом плюс общепитом, чтобы он повышал вот эту планку, вот это внутреннее, вот это вот достойное дизайн, поведение, обслуживание, вот все вот это вот. Для Веры, ну вот вернусь немножко к тому, что ты сказал по поводу маленького туризма. Ну, понятно, в Турции много хорошего, но Бахчисарай, он настолько уникальный. Но он уникальный, конечно. И так, если люди не поймут, да, что к нам, даже нам самим это все дорого, эти маленькие старенькие улочки, эти дома, нам максимально насколько можно это все сберечь. Либо, если нет возможности сберечь, то хотя бы не пластиком. Ну подождите, ну там же много старых советских переселенческих домов. Да, Они их, конечно, они ценность нет, это никакой нет, не представляют. Я поэтому говорю, но если что-то строить, то уже должна быть ответственность перед этим городом. Мы не имеем права так относиться к Бахчисараю, чтобы делать что-то, как попало. Ну, пластик на первой как линии попало. это вообще чересчур. Это... Слушайте, ну вот смотрите, да, если говорить про культуру, которая, ну, однозначно должна расти, и культура тех, кто встречает, и тех, кто приезжает. Мне кажется, что если культура тех, кто встречает, будет расти, неминуемо культура приезжающих будет меняться. Конечно, неважно, к кому приехал наш гость, к Бахитгуль, Да. к Энверу, к Асану, к Ивану, кому угодно. Да. Он должен уехать из Бахчисарая с желанием вернуться, с этой памятью, вот, приятным воспоминанием, и по-другому никак не должно быть. Это не так, чтобы кто-то там зазывал, или кто-то нагрубил, или нахамил, или бросился на эту машину. Да. Вообще. Вот с этими зазывалами, вот вы знаете, я понимаю, что это какая-то больная вот такая рана на теле нашего туризма. Вот смотрите, нас как бы много кто смотрит, да, возможно, посмотрят те, кто непосредственно в этом участвует. Вот это вот какое решение Это вообще? вообще трагедия. Вот как по мне, это трагедия. Вы знаете, вот смотрите, я вам такую маленькую историю расскажу. Мы сидели у Рустам Ага в Дервишеве, да, и мы ждали гостя. Гость с севера, он занимается кофе. И он должен был к нам приехать, он вообще знакомиться с культурой крымских татар. Он вообще был удивлен, что то, что мы пьем кофе, это у нас уже вековые традиции. Да, как я была У них там удивлена пару в лет свое всего время. кофе, и они уже считают себя, Да, мы да. живем этим. И он настолько всему удивлялся. И вот смотрите, да, первая эмоция, он заходит в Дервишеви и весь такой накрученный.
Он говорит, я только что поговорил с зазывалами, они меня и послали, они и то, и пятое, и десятое, Вот они это и мою вот это. машину не хотели парковать. То есть, понимаете, вот это вот первое знакомство, первое впечатление, которое потом очень сложно изменить, оно же происходит через вот этих зазывал. Вот сегодня, как вы думаете вообще, как можно вот сделать так, чтобы они просто были не нужны? Я не говорю про то, чтобы лишить людей заработка или забрать у них работу. Эти же ребята, они смогут другими вещами заниматься, более достойными. Вот когда я об этом говорила, ну вот эта же тема больная, я же говорю, это трагедия. Да. Вот лично для меня это просто как личная трагедия. Когда я говорила с Мустафой на эту тему, он мне сказал: Бахетгуль, помнишь, когда мы были с тобой первый раз в Топкапы в Стамбуле? Там были несколько человек, ребят. Но это те же ребята, как наши, может быть, лет 30-40 назад, может быть, 100 лет назад. Но сегодня это уже уровень более эволюционированных людей. А эти вот наши вот на таком уровне. То есть, ну, вы думаете, что это будет были эволюционировать да, как-то? это уже были более культурные люди, они были красиво одеты, они красиво предлагали поесть, они приглашали, куда пройти, как То есть пройти. они как бы, как условная вывеска, да, работали? То да. есть аккуратно. То есть это вот получилось, что такая ниша, я теперь уже не понимаю. Если мы, те, кто сегодня, грубо говоря, я сейчас даже без ложной скромности скажу, те, кто делает этот город сегодня, Ну, это да, действительно. Но вы же меняете ландшафт. Конечно. А почему такие ребята, которые... Это наши дети стоят вот там на первой линии. Да. И Они если же мы... крымские татары, Конечно. Вот надо, мне так хочется их остановить, сказать: дети, вы же даже не понимаете, что вы делаете, как это вообще, что это? Почему те, кто им дает эту работу, они же не просто там так стоят. Нет, делать нечего, правильно? Ну, конечно. Почему у них нет ответственности? Почему они, ну, я даже не знаю, что. Как? Нужно, значит, всем вместе собраться. Нужно как-то этот вопрос решить. Я понимаю, что ни власти местные решить этот вопрос не могут, никто. Только мы сами. Вот, наверное, пока мы вместе не соберемся за одним большим столом и не решим этот вопрос, наверное, все так и будет продолжаться. И также мне будет стыдно. Я вот что делаю, я вам сейчас скажу, что я делаю. Я вот так еду, и просто вот мне бы смотрю. проехать, лишь бы проехать. И все. Это что? Это что? Это что, нормально? Да. Это вы едете еще в исторической части, Вот я их... проезжая вот, Ханский дворец. Вот. А я ведь тоже не сторонний человек какой-то, да? И я хочу радоваться этой жизни, я хочу радоваться тому, что вокруг. Ну почему надо, значит, я даже не знаю, это прям крик какой-то просто. Я хочу, чтобы мы этот вопрос как-то решили. Давайте с этими детьми соберемся, сядем с ними за эти... Я говорю: слушайте, мы крымские татары, но мы не цыгане. Ну мы не цыгане. На секундочку, да. Смотрите, а может быть проблема в том, что в умах многих тех, кто занимается бизнесом, понимание того, что очень короткий сезон и что нужно успеть вот заработать деньги, и то, что сезон не круглогодичный, поэтому приходится пользоваться. То есть, понимаете, это же, условно говоря, симбиоз. То есть человек тебе с улицы приводит людей, ты просто даешь ему какой-то процент, и все как бы в домике. Условно говоря, это кафе, оно не несет ответственности за это зазывало. Она просто... Конечно, у нее нет ни зарплаты, у нее есть Конечно. просто сдельный процент. Конечно. То есть, если сейчас, допустим, сказать там условному кафе, сказать: ну, слушай, ну что ты делаешь? Он скажет: ну, подождите. Ну, ко мне люди пришли, я их обслуживаю. Нет, я об этом и говорю. Надо какую-то программу создать. Значит, этим людям, они скажут, и они правильно сделают. Скажут: ну, слушайте, ну а как нам теперь? Люди не знают, где наше кафе. Я не знаю, надо придумать, помочь всем тогда. Как-то, я не знаю, ну кто-то должен это подумать об этом. Может быть, я не проблема, думала еще. может быть, выход вот в этом интернет-присутствии вообще. То есть вы же работаете, да, с интернетом, то есть да. вы плотно работаете. Может быть, в этом нюанс. Вот смотрите, если, условно говоря, у определенного кафе, да, при хорошей интернет-работе так получится, что у него будет постоянный поток клиентов, то есть ему зазывалы эти, в принципе, не нужны будут Конечно. как вид. Есть TripAdvisor. Если у вас хорошие отзывы на TripAdvisor,
TripAdvisor, и люди смотрят, вот есть такое-то кафе где-то, Они и подальше они сами придут, найдут его. конечно. Просто нужно повышать свой уровень. Конкуренция – это всегда здорово, всегда в тонусе, всегда нужно… Это здорово, если ты сильный. Ну, Если да, ты надо слабый, это не стараться. здорово. Надо стараться, не знаю, всегда хочется быть лучше. Я же говорю, это такая ответственность перед людьми, когда они приходят, платят тебе деньги, ты обязан сделать все красиво, честно. Вы знаете, сегодня удивительный момент был в старом городе. Молодая пара, они что-то идут по улице, и разговаривая между собой, я как бы так невольно услышал их разговор и сказал, что это заведение закрыто, но оно потом откроется. Они аж испугались, думают, что какой-то незнакомый человек. То есть я думаю, что у них вот этот психологический момент, он есть. То есть они идут по улице, эти зазывалы условные, да, то есть они же прилипают, они же не… К нам гости все время наши приезжают и говорят, это что такое там Внизу, что это? Они еще между собой ругаются. Ой, это ужас, Жаль, кошмар. очень жаль. То есть, смотрите, подытоживая этот момент, можно сказать, что если повышать уровень рестораторов условных Конечно. и сказать им, что это не конкуренция, это обоюдная работа. Но вы понимаете, что мир огромный, что если, допустим, сделать Бахчисарай таким условным раем, сюда будет такой поток людей, что всем хватит и будет в избытке просто будет. У нас, получается, сейчас люди действуют от обратного. Едет какой-то поток, и все хотят быстро-быстро урвать с этого потока. И вот, кстати, про качество вы правильно сказали, что, может быть, они и не хотят идти в этот TripAdvisor, потому что чебуречки-то они не постоянно хорошо жарят. Потому что я на улице стою и говорят, ой, были там вообще ерунда такая. Человек, который приехал с материка, какой ему нужно пожарить чебурек, чтобы ему не понравилось? Мне всегда этот вопрос. Как можно испортить чебурек? Смотрите, испортить можно. Если крымские татары собрались, да, и ты там пожарил чебуреки, скажем так себе, это можно понять. Но слушай, приезжал человек, он не искушен этой восточной кухни. Но как можно пожарить тот чебурек, чтобы он сказал, я больше никогда в жизни этот чебурек не буду есть? Удивительно мне просто. всегда думается, как же можно… Бахчисарай, его нужно… Какой город? Это просто подарок, что мы вообще живем в этом городе. Это действительно подарок. Да, и вот, это точно. И какая-то ответственность должна быть. Как по-другому, я не знаю. Может быть, эти молодые люди чего-то не понимают. Может быть, им родители не Вы знаете, я объяснили. думаю, что они стоят перед совершенно четкой нуждой, да, что нужно заработать деньги. А как заработать по-другому, они не понимают. Не понимаю, да. То есть они, я уверен, там толковые ребята, нормально. Там Я есть очень многих знаю. хорошие. Да, я многих Там знаю. есть прям просто замечательные такие, Мне что… кажется, что просто, нужно им над собой какое-то усилие сделать, да, чтобы понять, что есть другой путь. То есть, немножко другой. Если ты хочешь работать в этой сфере, может быть, как-то самому переформатироваться. Я просто знаю, что среди этих ребят зазывал есть очень хорошие ребята, очень хорошие, честные, правдивые, добросовестные. Им, конечно, вот среди вот этой толпы быть уж совсем уж правильным, нам они очень тоже сложно. начинают Да, по их им тоже, правилам играть. да, им тоже, наверное, как-то, но они бы были бы рады бы, если бы вот они все были такими правильными. Я и говорю о некоторых из них, Да. я думаю. Не знаю, я просто уверена в том, что сильные, умные должны как-то решить этот вопрос. Так, хорошо. И вот еще одна тема у меня есть, про которую я хотел спросить у вас. Вот вы говорили про горячую воду, про то, что вы пьете горячую воду, все. Мы сейчас немножко кофе попьем, но я хочу с вами поделиться про одно воспоминание, которое у меня есть. Когда я первый раз увидел, вживую вас увидел, и мы были в компании, опять же, в том же дереве Шивы, вы, наверное, не помните этот момент. Это была зима какая-то, может, 18-й год. И общаясь с вами, я вдруг понимаю, что у вас есть взрослый сын, у него есть внуки, и я такой, так, стоп, подожди, что происходит? То есть я начинаю потихоньку догонять, что у вас есть внуки, то есть, в моем понимании внуки это какая-то бабушка. То есть вы можете сказать, вы там в птичьем молоке купаетесь, что вы делаете? Знаете, когда мне там тут скажут, я говорю, да, 5 внуков. Они, внуки, это мужа дети.
В общем, на самом деле все очень просто. Это внутреннее состояние, я в этом глубоко убеждена. Вот все-таки вот состояние души – это раз. Два, я не знаю, помогла мне эта горячая вода или нет, но я до сих пор ее пью, пьют мои дети, пьют То есть мои утром, да, вы внуки, пьете с утра обязательно. Просто да. горячую воду? Ну, кто-то пьет теплую воду, а я пью горячую воду. Без лимона, без ничего, просто Я горячую воду. сейчас я уже добавляю лимон вот в связи со всеми этими делами, скажем, да, вот. А так вот пью горячую воду просто, и причем пью с удовольствием. Она для меня просто, я прям жду этого момента, вот начала, да, вот так же, как в 12 часов дня я пью свой кофе, я жду этого момента. И точно так же утром я жду момента, чтобы выпить эту воду. Я говорю, бисмилляхи рахман рахим, выпиваю это, начинаю пить и выпиваю воду. И я поздно очень завтракаю, ближе к 12. И вот в течение вот этого всего времени, с раннего утра я пью эту воду. Еще один момент. Вот смотрите, ну, мы не будем рекламировать БАДы, да, условно говоря, но вы можете просто дать совет крымским татарам, но, может быть, личный опыт. Вот личный опыт использования БАДов. Я вообще сам, ну, вообще не в теме, но я стараюсь потихоньку погружаться. То есть я стараюсь понимать, что рыбий жир, там, омега-3, что это все нужно. Вот вы можете сказать? Вы знаете, я не так давно стала, да, но употреблять БАДы, ну как не так давно? Это те же витамины, да, но, может быть, последние лет 10 прям достаточно серьезно к этому отношусь. И я считаю, что сегодня продолжительность этой жизни, да, во многих странах только благодаря тому, что люди стали употреблять все эти витамины и БАДы, потому что ну, не хватает, видимо, этому организму вот своих ресурсов, таких, скажем. Может быть, кто-то сейчас со мной начнет спорить и говорить, что... Нет, с вами сложно спорить, понимаете? То есть, ну, у вас же есть какие-то заслуги, может быть, это как бы свойство горячей воды, которую вы говорите, но я думаю, что ну, не это только, все вместе наверное, работает, это все вместе, наверное. согласна. Просто знаете, вот что хотелось бы сказать. Мне кажется, что нашему народу нужно это понимание, что нужно вот это дополнительное внимание к организму, к своему здоровью. Тем более сейчас, такое время, да, тяжелое. Вот это все испытания, которые сейчас идут, все-таки выигрывает позитивный человек, который получает какие-то витамины и который занят делом. Конечно, для Вер, понимаешь, дело в том, что сегодня на нашем пространстве есть возможность купить хорошие БАДы, хорошие витамины. Изучайте. Я сейчас не буду рекламой заниматься, Ну, да? да, Не буду говорить, что именно я употребляю, и мои дети, мои внуки, да? Но есть, найдите. Самое главное, чтобы было желание, не надо идти. Вот я за все это время, я вам хочу сказать, у меня нету этой карточки амбулаторной, я не покупаю в аптеках никаких лекарств, я их не пью вообще, никогда. Что, так можно было, что ли? Я не знаю, но вот так У меня получилось. скидочная карта в аптеке. Слушайте, я могу там Мустафе купить спазмолгон, допустим, да? Ну, или... это вы играетесь просто. Ну да, это Или просто... полисорб, Ну допустим. да. Или полисорб, да. Ну Вы это... просто дразните всех. Ну, я вам клянусь просто, ну вот нет. Но витамины я пью, да. Витамины я покупаю. Витамины, это же не против какой-то боли, вы просто Да, профилактика. да, как профилактика. И как так, зачем ходить в эту аптеку, тратить деньги? Купите что-то достойное. Пусть это будет даже дороже того, что вы купите в аптеке, но это гарантированно качественно. Ну, это ж так и не работает. вы все это употребите. Вы не выбросите потом гору всяких вот этих лекарств, микстур. Если бы у человека была прямая зависимость, да, что смотрите, вот тут вот ПАДы, там омега-3, а тут там корвалол, допустим. Ну, если бы это было совершенно равнозначно, люди бы сделали выбор. Просто мне кажется, от вот этой неграмотности банальной, неосознанности, люди загоняют себя в тяжелую ситуацию, а потом уже это получается, как, знаете, ну, само собой... Вот эти пример лекарства. моей мамы, нашей мамы. Ей вот 81 год, да, вот будет вот скоро, Аллах смилуется. Да. Я вам скажу, что из всех детей, 5 детей у них было в семье, она была самым слабым здоровьем. Я когда вышла замуж, ей было 40 с лишним лет, у нее уже были серьезные. У нее сои повышены всегда были, мы так и не поняли. Сои вот что-то как будто воспалительный процесс в организме. Вот. И
Но сегодня она одна осталась. Так получилось. В общем, все остальные рахметов Санджануларга. Но я опять хочу сказать о том, что вот эти наши беседы и вот это ее желание жить, радоваться жизни, ей все Может интересно. быть, это ключевое было. А? И есть ключевое. Да, и вода с утра обязательно. Ну, в общем, ну, короче говоря, вот То есть у вас воду сейчас все пьют? все пьют. Вообще все? Все пьют. А вот это простуды, все... Слушайте, и Бывает, еще, вот то, что простреливает. сейчас говорят, да, там соленая вода морская, там, вот там нос полоскать. Слушайте, это опять с 84 года. Я, допустим, если там насморк или еще что-нибудь, обязательно. Мои дети, возьмите моих детей, они А все вы так... вы соленую воду где брали? Ну, просто разбавляли? Просто иодированная соль была раньше. А сейчас, конечно, морскую соль. И вот промываем носоглотку. Слушайте, ну вы в 84 году вы йогу делали, как бы. Да, я делала упражнения. Я себе не представляю, советский человек, но я вообще родился как бы в ближайшие эти годы. Я не представляю себе, вот вокруг Советский Союз, эти холодильники Да. Орск, и вы делаете йогу. Слушайте, вот я сейчас даже знаю, у кого эта книга осталась. Это вот у Сусаны, мама одноклассника моего Артура. Она взяла у меня эту книгу, но потом уже стали появляться. Ну, конечно, Я уже сейчас все, море да, уже информации. море информации. Но вот у меня ностальгия по тому самоиздату, то, что мама делает. И я это бесценно, виновата, себя конечно. чувствую виноватой, что я все-таки, ну, так упустила эту книгу. Но, в общем, суть в чем, что для меня это тоже, мое сознание было перевернуто. Я вообще не могла понять, как это? Совершенно другая традиция. Слушайте, я вообще считаю, что йоги – это 8000-ную историю, традицию, культуру. Бросили вот так вот к ногам всему миру. Пользуйтесь. Это шедевр просто. Да. Это не панацея, да? Но это Ну, это дополнительная, понимаете, конечно, помощь организму. понимание, помощь. Это же вообще, это так интересно, так правильно. А то, что ты говоришь, что люди так наплевательски к своему здоровью относятся, это мы не имеем права так относиться Да. к своему здоровью. Вы знаете, я недавно прочитал у японцев. Слушайте, ну какой уникальный народ все-таки эти японцы. Да. У них твое здоровье принадлежит детям. Конечно. Понимаете? То есть у них какая логика? То есть если ты будешь больной, ты же будешь детям на нервы действовать. Их Конечно. отравлять их своим этим состоянием. Они будут на тебя деньги тратить, лекарства. Конечно. То есть это фундаментально вообще другой подход. Так я и маме своей говорю, мама, говорю, вы говорю, должны здоровы. жить, будьте здоровы, живите долго, чтобы нашим детям, это, во-первых, показатель. Да. Понимаете, что ну, долго живет, ну, значит, кто-то может потом ориентироваться и вообще. Ну, конечно. И мама, То есть- конечно, боец. Она такая, она до сих пор, дай волю, она реально, она очень властная женщина. Она очень Да, властная. много властных. Просто понимаете, Ну, правильно властная. да, надо же вот это вот желание искать, быть в постоянном поиске, это же тоже жизнь. Вот Да. я много раз замечал, вот забери у пожилого человека его любимое дело, и он сразу угасает на глазах. Конечно, конечно. Мне кажется, даже вот среди не таких старых, там, не знаю, там, 40-летних, 50-летних смотришь, а у них уже глаза потухли, то есть нету интереса от Жизни нету, да, я согласна, я согласна. Для меня женщина 80 лет, она еще, в ней жизнь, либо 30 лет, она уже все, клюв свой повесила, уже бабушка. Ну что это такое? А как вот клюв поднять этот? Я вообще не знаю, слушайте, да столько интересного вокруг, слушайте. Это прежде всего нужно любить себя, ответственность перед родителями. Слушайте, почему родители должны видеть тебя вот такую А несчастную? может, родители сами такие несчастные были? И они эту не знаю. модель поведения передали своим детям. Дети же, ну, они же подсматривают. Ну, подсматривают, да, ну не знаю, нужно наоборот. Если вы, условно говоря, вы горите каждый день, и, ну, я не знаю, чтобы у вас ребенок, смотря все это, видя это, такой, нет, я пойду полежу все-таки. Как-то отдохнуть хочется. Ну, не знаю. Ну, в общем, мне трудно, конечно. Мы предварительно вообще для Вер с тобой не разговаривали. О чем мы будем говорить? У нас не было предварительной договоренности никакой никогда вообще. нет договоренности. Ну, замечательно. Слушайте, вообще. ну, Я вы бы, же- может быть, подготовилась бы. Но мне такой формат даже больше нравится. Я вам, знаете что, я вам об этом говорил уже, что людям просто не хватает банального общения, и все. То есть, если говорить, некоторые гости мне тоже говорили, а вышли вопросы.
Я говорю, ребят, вы точно не понимаете, про что речь. И когда там, ну, да, в Ютубе там тоже писали, что типа ведущий слишком много говорит. Ну, слушайте, ну вы беседу вообще в глаза видели? Беседа — это участие двух, Конечно, это не монолог, это не монолог, диалог. это диалог, конечно. То есть, понимаете, я считаю, что Я если... сегодня так переживаю, что я совсем мало тебе дала сказать. Мне кажется, Нет, слишком... не, Меня я- немного было сегодня. Нет, все нормально. Основная, вон там есть коробочка «Коралл» называется. Это семейная реликвия наша. Там чашечку себе достаньте, или он в том от принтера побольше, если вы хотите вдруг увеличить дозировку. Вы знаете, я вам так скажу, что я вообще большое удовольствие получаю от общения с вами, вот вам честно скажу. Да? И мне кажется, что вот эта вот энергия, ее вот не хватает вообще, ее нужно транслировать вообще во все стороны. Ну, вы наверное, этим и занимаетесь, в принципе. Ну, не знаю по поводу транслировать, но... Интересно, знаете, интересно наблюдать за вами, ну, в Бахетгуле, вот в самом комплексе. Вы из ниоткуда появляетесь и туда же исчезаете. Вот интересно так Да? устроено. Вы раз Я говорите... иногда напрягаю своих сотрудников, я знаю. Вообще, сейчас уже, конечно, когда есть такой костяк, когда есть твои помощники, это друзья, скажем, да, такие, которые... Я, знаете, почему говорю? Я, допустим, говорю такое, вы говорите, ой, сейчас я... Пару минут, мне сейчас нужно отойти. И раз вы исчезли. Вот как этот в «Мастере Маргариты», вот эта комната, куда вот люди раз проходят. Да? И я смотрю, а там же все просматривается, вас нету. Сижу, раз вы опять появились. То есть, ну, это уникальное у вас место просто. Место, такое. правда, уникальное. И уникальное. когда первый раз туда попадаешь, конечно, интересно. То есть, ну, не первый раз, а вообще всегда интересно, но необычно, скажем так, необычно. Так, ну вы просто Вот, можете да, понюхать. может быть, Вот я так Рафаэлу и- вместо 1000 слов можно было просто молчать сидеть. Я все время, когда слушаю от вас вот про этот, ну не патриархат, а культ отца. Вот мне вот так больше Обязательно, нравится. обязательно. Слушайте, ну это настолько не хватает. Это не моя семья. У меня жена, она очень мудрая в этом плане. Она Я это поняла, я с ней знакома. никогда она детям, ну, ничего вообще плохой ноты. Я когда прихожу, дети все меня сразу выбегают, забегают на меня, то есть они меня встречают. Если бы женщины понимали, какая Но я же вижу, я же по мудрость. сторонам смотрю. Потом, Твой когда отец, поним- вот это твой отец. А потом, вот когда нужен авторитет отца в нету? какой-то момент, а она его уже потеряла, его нет. Это все женщина. Вот я со всей ответственностью это заявляю. Конечно, мужчина, тут никто не говорит о том, я сейчас говорю о настоящем мужчине. Да, да. Я не говорю там о каком-то там пьянице или еще что-нибудь. Ну, в общем, я говорю о настоящем, хорошем, правильном мужчине. Если он рядом, и надо его любить и гордиться этим мужчиной. И, конечно, детей воспитывать так, чтобы в любви и в уважении к своему отцу. Это обязательно. Вот другого просто невозможно просто. Вы знаете, я вообще вот думаю в последнее время, да, над этим. И мне кажется, что вот сейчас у западной культуры, у нее колоссальный спрос на идентичность, вот на эту национальную уникальность. Конечно. И они, вот эта ЮНЕСКО тоже, они прямо охотятся за этим. Конечно. Понимаете? А мы, это еще не Имея, потеряв, да, имея, мы вот так к нему бежим относимся. ставить пластиковые окна в то время, когда весь мир уже деревянные ставит. Да, То есть да, они да. уже этот путь прошли, Да. а мы деревянные выбрасываем, хорошие деревянные окна, оказывается, дует или что-то, чего-то. Но вы знаете, момент, да, вот у нас дома были деревянные окна. Мы когда поставили пластиковые, и я понял, что такое задохнувшийся дом, затхлый запах. Точно, точно. Никогда не было с деревянными окнами такого Никогда. запаха. Ты заходишь в дом, там свежо, прохладно и так далее, и так далее. Как только поставил пластик, все, это нужно всегда, форточка должна быть открыта, это нужно проветривать, это нужно то, это нужно пятое, десятое. Получается, мы эту культуру новую быстро взяли, но сейчас же получается аж так, что они сами понимают, они когда начинают смотреть в свои корни, а корней-то нету, а у нас-то все это есть. Опять же, вот на примере этого парня, да, который занимается кофе, у него огромная фирма, очень серьезная, он там в Бразилии, везде летает. И он с такой гордостью говорит, что они уже 5 лет жарят кофе. Я говорю, слушай, ну, серьезно, вот я помню, к бабушке я приезжал, я маленький-маленький, мне дигермен руки давали, и я вот это вот маслал до боли в руке, у меня рука отваливалась, и я крутил этот кофе. Потому что без этого кофе ничего не делалось. Слушайте, а мне, советской девочке, когда первый раз приехала в Беговат, и я познакомилась с культурой крымских татар,
Я когда увидела кофе, для меня это вообще было дико, Ну да. слушайте. Чай- Дико чай с молоком просто. же. Да. Тоже тема, кстати. Слушайте, ну, я только потом поняла, и мама все время с этим дигерменом, и кофе все время. И когда мне Мустафа еще, я этот момент упустила. И когда еще мы познакомились, он говорил, что я, когда уезжал из дома, на учебу, я думала, как я буду без сырдарей и без кофе. Я такая еще думаю, ну ладно, без Я сырдарей. же вам рассказывал про Казань, когда мы там неделю были без кофе. Не рассказывал? Да, рассказывала. Слушайте, я удивился, насколько это мощная история. Да. И я просто вот это вот запах по этому всему коридору, он просто растекся. А там такие длинные коридоры были, да. большое здание. И я такой думаю, ну как? Ну, вы знаете, я думаю, что вот это кофе, да, И это вот этот счастье. момент, Это когда счастье. приходят к тебе люди, вы понимаете, вы за 5 минут становитесь ближе. То есть кофе быстро накрутил, сварили, выпили, все, вы уже не чужие люди. То есть вот это так работает. Точно. А люди, которые не знают это, вот один парнишка из Луганска, мы с ним свадьбу снимали, он приехал сюда, вот когда вот эти события, там в Донецке вот эти все тяжелые события, и они с семьей сюда приехали, ну то есть бежали и приехали в Крым. И вот представьте, человек, он жил в Луганске всю свою жизнь, ему больше 50 лет, то есть это абсолютно завершенная личность, все, там уже нет, там вот нож не засунешь, да, вот все очень плотно. И вот он когда начал знакомиться с этой культурой, он говорит, а что вы кофе пьете, все, что. Это первые такие, знаете, минуты. Кофе. Потом, вот вы слушайте, я с ним 2 года примерно поснимал свадьбу, потом, ну, я уже сам не работаю. И сейчас, вот он мне в этом году звонил, в августе, он говорит, Дил, я приехал в Орловки, что, когда кофе будем пить? Это человек, который кофе вообще не знал, они пили эти чай вот в этих кружках с этих пакетиков и вся культура. А сейчас он мне звонит и говорит, что, когда кофе будем пить? То есть, понимаете, я буквально там, не знаю, там, может, 15-20 свадеб вместе сняли, и я просто человека вот так вот развернула его, потому что, ну, слушайте, мы приходим к чужим людям, а они нам сразу кофе. Ну, кто мы? Мы обслуга, мы работаем, мы на работе, и нам сразу раз кофе, нам сразу раз почет и уважение. Это же вообще Это мощнейший такая, ответ. это вообще такая культура. А самое было удивительное для него, когда мы снимали очень крутую свадьбу, очень богатые, ну, богатые люди, достойные люди. И когда мы пришли, представьте, ну, дом большой, весь светлый, везде так все красиво, везде очень дорого, все со вкусом. Нас завели прямо в самый центр этого зала, посадили, и операторам дали горячие самсушки, накрыли стол, поставили кофе. Для него это просто был какой-то взрыв. Понимаете? Ну, Для нас норма, а как? для него взрыв. Не, ну да. не то, Ну, чтобы то, прям что норма, но во приятно всяком, было. конечно, Мне было приятно. Конечно, Но приятно. Я-то понимаю, что... Конечно, приятно. А я ему и объясняю, что, слушай, ну, без кофе, ну, не бывает. Даже сам вот реально приезжаешь, ну, очень люди бедные живут, все вот, ну, очень все просто. У них там джезве вот этот очень простой, обязательно но кофе кофе. всегда. Самое, скажем так, худшее, они у тебя спросят, Балар, кофе будете или нет? А так сразу наливали, все. Да. Слушайте, ну на этом же мир стоит, на этом обычае. Просто так не задумываешься, да, вот сейчас ты говоришь, я вот прям сижу и слушаю, и мне так прям приятно. Действительно, такой отец замечательный. А это мне, вообще. знаете, я еще познакомился в Казани с Артуром Найманом, он в Карачаево-Черкесии живет. Он нугаец вообще, нугай, ну то есть вот как вот у нас в степи, Да, это да, тот да. же народ, только да, в да, я КЧР. знаю. И он говорит, слушай, у нас вот среди наших про крымских татар ходят легенды, что этот народ, он вернулся, он построился и в таком большом почете, знаете, вот так. Я думаю, слушайте, но вот это нашим бы нужно говорить, чтобы у них чувство достоинства было. А то у нас одна тема, мы Москву жгли, и теперь можно ничего не делать. Слушайте, нужно вот это говорить, что народы, которые за нами наблюдают, они видят, что, подождите, я живу на 7-м микрорайоне, я проезжаю мимо одного дома, и каждый раз он меняется. Человек в школе работает учителем. Как он строится? Вот этот феномен. Вот я тебе и говорю, вот я сама, я же Хочется это спросить, мои ты чувства, что делаешь это вообще? мои чувства, это мое видение, но я настолько горжусь этим народом. Я же говорю, я не знаю другого такого народа. Сколько каждая семья, пусть мелкими шажками, но она и движется вперед, каждый строит. За эти 30 лет, мало того, татары, что из руин, из минуса, из подвалов все построили себе дома, выучили, вырастили своих детей. Сегодня
инвестируют свои средства, свои деньги инвестируют в Крым, развивают бизнес, дальше строятся. Но это же просто уникально. Ну как это только руки целовать И это этому при том, народу. что у нас неблагоприятный климат. Если нам просто все возможности дадут нашему народу, это просто будет десятикратно Да, тем более это ускоренный все мы темп. вопреки, Да. да, вопреки. Ой, я даже не знаю, я бы говорила и говорила, если бы я была поэтом, я бы просто Подождите, вы же были поэтом. Так, а вот про это я не знала, кстати, про этот Нет, поэтический кружок. я Это что на такое? на самом деле больше писала музыку к стихам. А у вас музыкальное образование есть? Нет, у меня музыкального. Я выросла в большой Так, стоп, назад. многодетной семье, 5 детей. Поэтому у моих родителей не было возможности дать никому из нас музыкального образования. Но я сама выучила музыкальную грамоту, я сама научилась аккомпанировать себе на фортепиано, потому что у меня все мои подруги, все абсолютно практически, они все были из состоятельных семей и имели возможность. У всех у них было фано, и кому бы я ни приходила, в общем, у меня был доступ к инструменту. Вот. А потом, наверное, в классе 8 мы так научились играть все на гитаре, все девчонки наши, вот мои близкие подруги. И вот эта вот Ну, со гитара, слухом, наверное, значит, всё нормально у вас. гитара так по жизни у меня со мной. Ну так. Ну, хорошо было бы все на гитаре что-нибудь. Вы сейчас практикуете? Ну, очень редко, но без проблем. Вы знаете, я, честно говоря, такая у меня, ну, это не зависть, но такое уважение всегда к человеку. Мне казалось, что владение инструментом – это такой способ музицировать, то есть думать. Понимаете, вот мысленный процесс. Вот когда идешь пешком, да, идет мысленный процесс. Почему-то всегда активно. И мне кажется, что вот игра на инструменте, она тоже дает мысленный процесс. Конечно. И вот когда, ну, у нас сейчас дочка старшая, да, занимается, Камила, и когда она, ну, скажем так, не сильно с желанием садится за инструмент, я всегда ей говорю, что это уникальная возможность поговорить с собой. Потому что, нагружая мозги, это же физически сложный процесс, ты как-то вот смотришь в себя, вовнутрь. То есть ты можешь подумать, как-то отвлечься от чего-то. Но это же невозможно думать о чем-то и играть там лунную сонату. То есть ты должен быть в теме, в вопросе. Конечно. И, ну, она пока маленькая, и, может быть, она пока не понимает этих моментов, но я думаю, что она слова эти запомнит. И когда просто постарше будет, она все-таки поймет, о чем я ей говорю. Ой, это целый мир еще. Это же музыкальная школа. Это же параллельно, представляешь, обычные дети учатся в обычной школе, а ты еще параллельно учишься. Ну, вот у меня это жена тоже совершенно. музыкальное Это образование. вообще это, Она говорит, у меня это жизнь удивительно. другая была. Со Вот. школы в музыкалку. Я помню, школа звонок прозвенел последний, все, мы там кто куда, там кизил, вишня, что там по сезону, тутовник, орехи, все домой, жена закинул этот рюкзак. То есть такая интересная жизнь была. А кто-то музыкальную школу, да. А вот у меня жена музыкальную школу закончила, и она, если бы у меня жена была без музыкального образования, я думаю, что я бы не догадался отдать человека на музыку, ребенка. А так как у нас это понимание есть, вообще у нас в роду много музыкантов, музыкальные вообще все. Отец у меня тоже сам на гитаре играл, там его отец на мандолине сам играл, без нот, без грамоты, без ничего. Я думаю, что что-то есть. И когда я узнал, что жена у меня вот этим моментом занимается, мы как-то, давай попробуем, отдадим, все, и все, Здорово. то есть и мы ходим. Здорово. В общем, саунд, что пришли. Саунд. Если я единственное так сижу сама и думаю, наверное, было много сегодня Вы знаете, вот поучительного такого, может быть, кому-то, ну не знаю, но я это говорила настолько искренне, и Это самое главное. если кто-то меня услышит, я буду счастлива, потому что вы знаете, это очень важно. я всегда считаю, что ни в коем случае не про возраст я говорю, что вот и своей жене говорю, слушай, мы с тобой в таком возрасте, что у нас просто нет времени и сил строить из себя кого-то другого.
Слушайте, Да. ну если ты считаешь так, ну надо это сказать. Слушай, это же самые прелести. Сейчас вы в таком, если ты пришел уже к этому, я тоже раньше, много раньше пришла к тому, что я уже живу так, как мне хочется. Я ем только то, что мне хочется. У меня Я мама говорю говорит, так, как «Балам, мне ну, хочется. Ну зачем ты, Балам, так сказал? Ну, я говорю, А «Мам, я ну, тоже, я не говорю могу так, пог- как я думаю. Да. Это счастье огромное. Это же, ну, Слушайте. ты отсеешь просто тех людей, которые просто не должны быть с тобой, и все. И тем более вы сейчас... случайные люди, если и они сейчас, были. Да, сейчас вы говорите, что вот я... Ни в коем случае. То есть я за то, чтобы... Понимаете, когда человеку просто в лоб говоришь, вот, правду, да, условную, или вы делитесь своим жизненным опытом, слушайте, ну мы же... Тем более мы не я в же у вас частности не могу- кому-то, тем более мы не в частности говорим кому-то, Ну, конечно. да? Мы Во-первых, говорим в общем. Во-первых, а во-вторых, вы же делитесь своим опытом. Конечно. Это ваша жизнь, ну извините меня. Я Конечно. же не могу сказать, не-не-не, подождите, в вашей жизни не так было. Вы вот так, вот так. Я же не могу такое сделать. У вас есть как бы, ну, железное, тяжелое слово, вот вы говорите, вот у меня было вот так. И мне кажется, что человек, смотря на вас, который скажет, слушайте, ну это интересно. А что было до этого, что вот так получилось? Я вам поэтому и сказал, что кто-то сериалы смотрел, а кто-то кирпичи отливал. Понимаете, это всегда не просто так. Да, не просто так. Если видишь человека, он в 5 часов вечера уже идет с пивом домой, да, ну, скажем так, ну, навряд ли что-то там получится, да. Поэтому вот за чем-то большим всегда стоит что-то маленькое, много маленького и такого последовательного, поступательного. И во главе всего этого какая-то генеральная какая-то идея. То есть к 100%. чему все это идет. Это я вспоминаю нашего соседа, дядь Сашу. И к нему приехал родственник. А он такой взрослый дядька, дядь Саша. И он потом нам рассказывал. И говорит, этот родственник говорит, вот, строят там Да. такой, мол, типа, он говорит, Да, слушай, а ты приедь ночью, Не-не-не-не-не, снег, о дождь, чём а вы? они все строят и Не-не-не, строят. это просто бесполезно. То есть Да-да-да. это 100% бесполезно. То есть человек, который этой жизнью не жил, он никогда Никогда этого не не поймет. поймет, точно. Поэтому вы понимаете, самое главное, чтобы способные люди, способные, вот кому нужен этот совет, они, посмотрев ваши советы, они, ну, вот, хотя бы обратить на это внимание. Потому что сейчас этого уже много, уже достаточно. Просто чей-то, ну, сейчас говорят кейс, да, типа опыт. Но вот я думаю, что просто ваш жизненный опыт уже для кого-то может быть каким-то полезным, ну, понимаете, переломить что-то. Вот какую-то мысль, которая вот идет, она вот так мечется, да, и все-таки переломить ее в одно направление, и в итоге она сыграет, сработает. Поэтому так вот. Салон, что пришли. В общем, Салон, если что что, пригласили. если что, еще как-нибудь, еще увидимся.